знания обычным людям помогает быть успешным. Понятие успеха, оно достаточно гранное, и как это дальше. Вот мой наставник вместе. Я нашла его сама в интернете. Здесь, это же интернет-предпринимательство. Я искала возможность сделать бизнес в интернете. Почему? Потому что я понимала, что если я хочу масштабный бизнес, это надо делать в интернете. Поэтому на просторах интернета я нашла этого человека, неделю его слушала, абсолютно не отрываясь. Мою посуду, слушаю, готовлю еду, слушаю, еду в машине, слушаю. И таким образом я поняла, что этот человек особенный, это человек миссии. Что такое миссия? Как это понимать? Вот это все будет в ходе моего выступления, вы это тоже поймете. Ну, возможно, вы все это знаете, но я свое понимание миссии я тоже хочу вам передать, потому что именно благодаря этому человеку я перешла на этот уровень миссии. Это, оказывается, просто надо проживать. Знать-то знала, все время знала, что такое миссия, как это вот, это отдача. Как это вот начать отдавать? Ну, это я только проживаю это и открываю для себя, это очень-очень даже потрясающе. И мы сегодня познакомимся с бизнес-возможностью BeEpic. Это компания, которая появилась 2 года назад всего в Соединенных Штатах Америки. Поэтому сегодня вот первая часть моего выступления будет касаться продукта. Потом поговорим о деньгах, потому что это бизнес-возможность. Какие деньги здесь есть, какие уже люди зарабатывают деньги. Ну, для примера, я первый месяц сразу заработала, вышла на 60 тысяч рублей. Поэтому здесь очень хорошие деньги, здесь можно заработать. Ну, а для начала мы поговорим просто о здоровье. Я немножко погодя также предоставлю слово Максиму Архипову. Максим Архипов меня нашел тоже в интернете. Вот это есть вот такой интересный бизнес. Он сам мне написал, что это за продукты у вас, напишите мне. Мы начали переписываться, мы теперь лучшие друзья. Мы уже лично познакомились, когда... Я даже не знала, что он врач, что он заведует отделением реаниматологии. И приехала в Якутск в апреле месяце первый раз. Вот тогда на презентации сидело где-то 10 человек. Понимаете, да, если не переставать это делать, если не переставать помогать людям, вот возможно и такое, когда уже вот я в очередной раз сегодня приехала, посмотрите, сколько людей уже интересуются этой возможностью, уже получили результаты. И вот когда в апреле первый раз-то приехала, я ему пишу, давайте встретимся. Он говорит, давайте встретимся. Мы назначаем время, и он говорит, я не могу, я на работе, меня вызвали. Я даже не понимаю, что он врач, не спросила я, что он там реанимацией занимается. И вот так вот несколько раз я в первый раз с ним не встретилась. Второй раз, когда я приехала в мае, по-моему, тогда я поняла, я спрашиваю, вы кем работаете, что у вас постоянно это вызывает отвлекает? Он говорит, я зам отделением реаниматологии. Поэтому так я узнала, что он врач, придя, вот я почему рассказываю эту историю, вот так может быть у вас. В каком-то городе появится человек, и вы можете приехать, потом уже начать помогать ему. И представляете, когда первый раз встретились в кафе, я даже не помню, в каком кафе это был, встретились, он говорит, ну давайте рассказывайте о своих продуктах. Я откуда знаю, что этот человек уже 2006 года занимается парафармакологией, то есть составляет программы применения различных добавок для отдельных каких-то людей, заболеваний. И я такая умная вся, начинаю рассказывать, вытаскиваю эти 2 пачки свои, начинаю рассказывать, он меня тут останавливает и 1,5 часа мне рассказывает лекцию о наших продуктах. Тогда я поняла, насколько человек интересный, насколько у него обширные знания. Я сегодня обязательно дам ему слово. Есть партнеры первые, к которым мы приехали, это вот Любовь Ивановна Шорова. Валерий Александрович у нас сейчас на работе, но просил все записать, видите, все идет. Поэтому эти люди остались. Были люди, которых сейчас нету.
ну, решили делать бизнес, но нету. Одна из первых, Марфа Холмогорова. И вот с помощью вот этих людей люди Якутска получают очень хорошие результаты по оздоровлению. Итак, давайте обратимся к нашему слайду. Смотрите, там видно нормально? Или ничего не видно? Видно. Итак, у нас 12 систем органов в нашем организме. Так, здесь микрофона нету, я говорю громко, у меня напрягаются связки, да? Поэтому я очень прошу между собой не переговариваться. Итак, 12 систем органов, начиная с центральной нервной системы, дыхательной системы, там, система органов пищеварения и пошло-поехало. Но мы знаем, что системы органов образованы из отдельных органов, да? А органы состоят из ткани. А ткани состоят из чего? Из клеток. Клетки – это основная структурная единица нашего организма. И как она себя чувствует, в принципе, зависит наше с вами что? Здоровье. Если она угнетена, если ей не хватает питания, если не хватает энергии, также вы будете чувствовать себя. И мысль-то клеточная, самая основная мысль клеточной медицины в чем заключается? В том, что если напитать клетку, доставить до нее нормальный кислород, все необходимые микро-макронутриенты, чтобы они попали в клеточку, и тогда восстанавливается ткань, ткань восстанавливается орган, органы восстанавливается полностью система органов. И вот почему, вообще вот можно на этом в принципе остановиться, да? Вот почему получаются очень мощные результаты, но давайте продолжим. Смотрите, причин аномалий клетки всего 4. Отсутствие, недостаток кислорода, недостаток питания, недостаточный вывод продуктов жизнедеятельности и недостаток энергии. Ну, давайте отсутствие про недостаток кислорода. Вам кислород нужен? Сколько протянете без кислорода? Минуты 2-3. Но да, тренированные, там, которые ныряют, да, у них там достаточно, это тренировка. Недостаток питания. Если не кормить, сколько можем не кушать? 40 дней. Ну, вообще, наука говорит 30 дней. Человек может вытерпеть. Недостаточный вывод продуктов жизнедеятельности. Вот вы ничего выводить не будете. О, вот это сложно, да? И недостаток энергии. Будет отравление организма. Но есть вещество, которое вот эти 4 причины она ослабляет. И оно называется, это вещество как? Вода. Вода. Кто знает прямо. Так. Вода доносит до клеток кислород. Если вы недостаточно воды пьете, значит с дыханием клетки ненормально. Ну-ка, кто пьет 2,5 литра там, или больше воды? Стараемся. Стараемся, но не мониторим, да? Я тоже думала, я пью достаточное количество, но не мониторила. Когда я начала мониторить, я поняла, что пью мало. Давайте сделаем тест, насколько вы иссушены. Стоит ли распоить себя или нет? Берете ладошку так, давайте делаем тесты. Вот так вот вытягиваете кожу, щипнули и держим. И когда я дам команду, вы отпустите и при этом начнете считать полностью до того момента, как складочка расправится. Поняли? Так, поехали. Ну, у кого сколько? Давайте. 5, 7, 2. У кого 0? Вот 0 у тех людей, у которых организм насыщен водой. Это норма. Идеальное состояние это 0. У кого 6, 7, 8, вот одна женщина до 16 посчитала. Это значит что? Достаточно что? Воды нужно, воды. Клетки, они все какие сморщенные. Так, все, обсуждать перестали, успокоились. Потому что напрягаться приходится мне когда. Так, рассаживаемся быстрее. Так, теперь, какую роль играет вода? Ну, потом можете слайды забрать. В Ютубе можете забрать. Так, смотрите. Я в Ютубе вот эту ссылку на презентацию
сделаю, а презентацию сохраню на своем Яндекс.Диске в облаке, поэтому вы сможете Можно, да, так? полностью скачать ее, поэтому не старайтесь фотографировать, все будет некачественно, поняли, да? Так, вода поступает в наш организм в достаточном количестве и разжижается кровь. Утром кто пьет воду? Ох, какие молодцы! А насколько пьете? Желательно 3. Почему? Потому что когда вы утром встаете, внимание сюда, вы легче где-то от 600 граммов до 2 килограммов. Утром вы встаете, вы легче. У вас вес будет легче. Вот есть спортсмены, которые постоянно взвешиваются. Вот. Кто обратил внимание, что утром он легче, но не сходя в туалет? Каждый день. У меня 77. Нет, на сколько граммов вы легче утром? На килограмм? Нет, где-то на 600. Вот на 600. Вот я себя мерила, да? Я была легче на 600 граммов. Да. Теперь вопрос, куда делись-то эти 600 граммов? Испарились. Обмен веществ произошел. Мы выдохнули воду, вот это надо понять. И поэтому 3 стакана воды по 200 граммов, да? Вот вы восполнили. Еще воду пить надо уметь. Если вы все время залпом пьете, вы и даете нагрузку на что? На почки. Надо пить-то как? Маленькими глоточками, вообще-то идеально через 20-15 минут. Нет, утром 2 стакана надо залпом пить. Да, Чтоб залпом пить. кишечник работал. Но в течение дня вы должны пить как? Пить, да, Маленькими глоточками. да. Чтобы насытились клеточки. Вам зачем на почки нагрузку? Понятно, да? И поэтому всегда вода должна быть с собой. Понятно. И вода, попадая в митохондрию, что получается? Очень хорошо начинает вырабатываться энергия. Если вода есть, то отходы жизнедеятельности тоже выводятся. Итак, какую воду утром пить? Рекомендуется пить воду 40 градусов где-то. Получить ее можно очень просто. Разведя кипяток сырой водой. Воду надо пить сырую, фильтрованную. У вас она продается, да? Вот вы дополнительно ее фильтруете или нет? Нет, да, вы доверяете производителю. Но вода имеет такой специфический вкус. Она везде имеет разный вкус. Потому что когда я езжу по стране, да, везде она имеет особенный вкус. Она у вас немножко жестковатая. Или такой хороший. А ледовая? Ледовые, это уже там заморочек много. Там информационная очистка воды происходит, все такое происходит. Я не буду на этом останавливаться, потому что сейчас люди все грамотные, и кто хочет здоровья, но без воды никак. И причем, когда вы принимаете наши продукты, без воды они почти не работают. Они больше вызывают обострение, у вас состояние ухудшается. Понимаете, да? Поэтому, если вы решили принимать наши продукты, обязательно должна быть что? Вода. И причем мониторьте. Я как решила мониторить? Я купила кувшин. Но если я дома, я утром наливаю туда 2 литра воды. 3 стакана я уже выпила утром. 2 литра воды наливаю, стеклянный кувшин должен быть. И пьете оттуда воду. И я понимаю, что я пью нормально 2 литра в течение дня. Если вы не мониторите, можете мониторить бутылочками, да? Тут сколько? 0,5. Будет таскать и пить. Но если вы пьете холодную воду, что получается? У вас в желудке останавливается вода, начинает она греться, и когда она застаивается, эта вода в желудке-то какая среда? Кислая среда, все грамотно. Здорово, работать такое. Я иногда спрашиваю, все молчат, такая бывает аудитория. Кислая вода, она в клеточке не идет. В клетке идет вода с pH 7,35-7,45. То есть она должна быть слабощелочной. Понятно, да? Поэтому организму нужно сделать определенную работу, чтобы превратить кислую воду в щелочную, подогреть ее. Если она сильно горячая, то остудить ее. То есть тратится дополнительная энергия. Зачем нам это? Поэтому мы пьем готовую воду 40 градусов. Итак, в теле образуется в нашем организме каждую секунду, представляете, 25 миллиардов клеток. Много, мало? Теперь просто задумайтесь, на какого качества они появляются там. Если им не хватает питания, кислорода, воды не хватает, энергии не хватает, они какие-то не такие, наверное, появляются, да? Поэтому очень важно понять,
Если я буду работать со своими клетками, то есть обеспечу хотя бы это клеточное питание и воду, но еще мы о зарядке поговорим, почему. Вы уже будете чувствовать себя очень хорошо. Так, в современной пище у нас находится всего 8-10% необходимых веществ, клетки веществ. Вы все питаетесь из супермаркетов, да, в основном. Но вот зайти просто так вот купить, да, что-то в супермаркете очень сложно сейчас. Я, например, там очень сплошная химия, можно сказать. Если даже фрукты берем, там все обработаны разными реагентами, которые как будто бы сохраняют, да, их там перевозят из теплых стран сюда. Естественно, они полностью обработаны. Их очень тщательно надо мыть и так далее. Поэтому получается какая картина? Вот, когда я начала применять вот эти продукты, я поняла, что я заменяю огромное количество килограммов фруктов и овощей, которые мне нужны. Вот сейчас, когда мы будем говорить о живом питании, вот что такое клеточное питание? Клеточное питание – это когда вы доставляете до клеток 22 аминокислоты, 12 минералов, 15 витаминов, 7 групп ферментов и 3 полиненасыщенные кислоты. Вот как понять, что у меня это все в клетке идет? Как это сделать? Вы сможете это отрегулировать, когда вы питаетесь просто из супермаркета? Нет, конечно. Поэтому нормальный человек сейчас, который стремится быть в здоровье, который стремится к каким-то своим целям, он обязательно начинает принимать какие-то добавки. Кто принимал разные добавки с разных компаний? Конечно, все мы же это понимаем. Поэтому смотрите. Вот какой дефицит по данным Всемирной организации здравоохранения испытывает население России. 95% по микроэлементу селен. Но когда на одном из лекций я выступала, и я выложила вот этот слайд, вот так вот фотография была. И видим был этот слайд. Мужчина написал мне комментарий в Фейсбуке. Знаете, что он написал? Если 95% населения испытывает дефицит, значит, это норма для России. Вот так можно, оказывается, интерпретировать вот эти данные. Интересно было. Дефицит по витамину С, А и так далее, и так далее. Ну, давайте, сейчас я вам дам слово товарищу Максиму Архипову. Вот что получается, когда витаминов не хватает, минералов, свои мысли. Я потом продолжу. Давай, Максим. Я же тебе говорил, что будешь. Погромче, придется. Все здравствуйте еще раз. Это неожиданно. Ну как неожиданно? Ты... Я просто хотел немножко рассказать по-другому. Давай. Как я пришел вообще в эту компанию? Ну, имеется в виду, почему я заинтересовался, почему вообще меня очень интересуют методы по продукту, да, по клеточному питанию. Почему? Вообще вот каждый человек приходит к чему-то, к сожалению, благодаря своему негативному опыту. Часто бывает, что пока у тебя все хорошо, мало ты интересуешься какими-то дополнительными знаниями. Нормально. Жру, что попало, пью, что попало. В принципе, ничего не ёкает, все живые. Как бы никто не болеет, окружение твое как бы целое. Но так получилось, что я согласен с поговоркой «приятно учиться на неприятных воспоминаниях». Мои неприятные воспоминания в чем проявлялись? У меня мама в 63 года заболела раком желчного пузыря. Ну, вы понимаете, да? Человек, достаточно молодая женщина. 63 года, это может быть давно было, достаточно большой возраст, да? Сейчас это, наверное, не такой большой возраст, и очень жалко терять близкого человека в таком возрасте. И, к сожалению, было обнаружено на поздней стадии. Рак желчного пузыря 4-й стадии было. Врачи давали где-то 3 недели жизни. Ну, после операции обнаружилось. Все это было бессимптомно. При этом, учитывая, что я еще и, кроме того, что занимался вроде бы парафармакологией, в принципе, пытался, но я не так активно, конечно, занимался, потому что
в основном все врачи, официально работающие, достаточно сильно зомбированы официальной медициной. Поэтому этот переход был трудным для того, чтобы понять, что кроме фармакологии есть еще и парафармакология, натуральные средства, БАДы, клеточное питание. И когда мне сказали, что маме осталось жить месяц, естественно, я понимал, что исправить что-то было трудно, но хотелось хотя бы продлить жизнь ненамного и повысить качество жизни, чтобы она, когда умирала, не мучилась, да? Это понятно, да? Каждый человек своему близкому человеку, естественно, делает все по максимуму. И с чем я столкнулся? Я нашел доктора, который занимается парафармакологией, и как раз у онкологических больных по терминальной стадии, ну, последней стадии, да, когда уже ловить нечего, и целью стоит продлить жизнь, повысить качество, и чтобы человек не страдал, не болел, болевого синдрома не было. Я нашел такого доктора и в Новосибирске, вот, старый еврей, как он себя называет, ему было 70 лет, он сейчас тоже жив, и он мне рекомендовал целую программу, мы с ним разработали, и вышло так, что она с утра до вечера, до смерти потребляла свыше почти из 30 баночек разных препаратов. Там отдельно селен, отдельно витамины, отдельно минералы, отдельно бактерии. И вот это такая сложная система была, что у меня мама с утра до вечера занималась тем, что принимала эти капсулы, жидкости, готовила себе средства, и мы продлили жизнь до 3 месяцев. В принципе, я считаю, что это достижение. И она, когда умирала, достаточно быстро, как бы, можно считать, можно, если так выразиться, комфортно ушла из этой жизни, без боли, без мучений, без страданий. Но это было очень трудоемко. То есть это почти 30-40 баночек с утра до вечера, все это по часам, все это отдельно бактерии, отдельно. Если бы это клеточное питание появилось раньше тогда, конечно, да, я считаю, что разница была бы небо и земля. Ну, это как Жигули старые, да, и новый автомобиль Тесла. Настолько вот космические технологии идут вперед. И вот эта технология, она позволяет сжать все то, что мы пациенту назначаем. Тут даже сложнейшая есть программа парафармакологии, когда мы много-много баночек, когда мы пытаемся полностью оздоровить человека. И, у нас времени нет, сами понимаете, да? С каждым годом время убыстряется, все спешат жить. И, к сожалению, от этого жизнь лучше не становится. Поэтому очень удобно, когда всего лишь 2 раза у тебя прием всей этой сложнейшей программы. Получается, утром 1 капсулу принимаете и вечером 2 капсулы. Все, что от вас требуется. На самом деле, вот люди, которые не сталкивались, если вот сказали, все компании подразделяются. Есть очень хорошая компания. Можно сказать, все компании-производители хорошие, все. Мы не можем сказать, что мы лучше всех. Это неправильно. Мы просто другие. Есть компании, которые специализируются по производству, предположим, препарата селена, да? Без селена нам тоже никуда. Есть отдельно, кто-то выпускает хлорофилл. Есть компания, которая отдельно выпускает те же бактерии живые, сенную палочку, тоже очень хорошая компания. Но они все специализируются именно в своей области. Поэтому очень трудно это все объединить. И, мою мысль поняли, да, что можно, конечно, фанатично все это принимать, все это таскать с собой, эти чемоданы, сумки препаратов, БАДов, клеточное питание. Но мы все ленивые. Вряд ли, даже если нам скажут, что вы через 2-3 года умрете, если не будете принимать, мы, скорее всего, не будем принимать. Это же через 2-3 года же будет, да? Но поверьте мне, эти 2-3 года очень быстро пролетят, и всем хочется дальше уже жить и продлевать жизнь своим близким. Я всем рекомендую начать со своих близких, потому что моя боль, в чем была, да, я потерял близкого человека, естественно, было сложно. Конечно, время вряд ли лечит, да. Но опять насчет миссии, да, мне бы хотелось, чтобы люди перестали терять своих близких. Когда есть реальные технологии, перестали уже спрашивать какие-то глупые вопросы, есть ли привыкание, да. Зато когда врач вам назначает ту же химию, искусственные препараты, да, фармакологию, никто вопросов не задает, потому что выписывается официальный рецепт. А вы почитайте хотя бы
инструкцию к одному препарату, который снижает давление или там, предположим, от стенокардии, да, там столько побочных эффектов, вплоть до летального исхода. Вы когда-нибудь читали? Я сомневаюсь, потому что это все выписывает врач. И у вас бесконечное доверие к врачу. Это тоже не очень правильно, потому что врач тоже человек, и он не может ошибаться. Врача тоже обучают, назначает кто-то лишнего. Естественно, нас сейчас с каждым годом ставят в рамки, поэтому лишнее мы вам назначать не будем, но то, что от нас требует, мы будем назначать, потому что иначе с работы уволят. Поэтому сейчас, свободно рассказывая об этом, только благодаря тому, что я сейчас вне работы нахожусь. И не каждый врач, к сожалению, мой коллега будет рассказывать вам такие скорозмольные вещи про фармакологию, про то, что там это плохо принимать, на самом деле фармакология не лечит. Единственное, когда оправдано, так как я в экстренной службе всю жизнь проработал, 20 лет почти, это оправдано, когда человек находится в крае, когда ловить нечего и нужно выживать. Нужно оставаться в живых, это реанимация, это травма, это оздоровление. Там действительно инфаркт, инсульт, я уже не рассматриваю. Да, там оправдано. Ну а когда человек только приходит, предположим, в поликлинику с начальной стадией артериальной гипертонии, да, когда можно все исправить без лекарств, без подсадки на другие какие-то препараты. Или, предположим, сахар повысился эпизодически, у него еще сахарного диабета нету, его предиабет, а ему уже назначают сахароснижающий. Это все, конечно, убыстряет процессы развития хронических заболеваний. А у нас есть прекрасная технология, которая позволяет не только остановить, но и вылечить. Вот хоть и говорят, что наши консультанты, уважаемая Жигалова Мишелина, немножко, когда они говорят, что это не лечит, вот вы же понимаете, да? Я вам небольшой секрет расскажу. Конечно, мы не имеем права говорить, что это лечит, потому что есть законодательство, потому что есть фармакопея, потому что все уже расписано в законах. Действительно, мы не имеем права говорить, что это лечит. Мы можем сказать, что лечит только фармакология, потому что это регламентировано законом. Мы имеем право говорить, что лечат только искусственно синтезированные фармакологические таблетки, утвержденные государством. К сожалению, вот это все, клеточное питание, базовое клеточное питание, особенно вот наше, да, мы не имеем права говорить, что они лечат. Но они лечат. Я вам сразу Это врач скажу, говорит. лечат. В том-то и дело, что это только они и лечат, и они могут лечить. Если вы слышали про направление медицины, про натуропатии, которая очень, кстати, развита в Германии, про новую медицину, немецкую медицину, я тоже как-нибудь расскажу. Лечение природными факторами. То, что создал сам Творец, Бог, как Аллах, там, как называется, сам, то, что создала природа, только может вылечить человека, оздоровить, устранить все, что нам мешает, то, что мы нарабатываем за всю нашу жизнь. Поэтому, поверьте, человеку, который практикует и практиковал, моя миссия в том, чтобы донести до вас такую мысль. И вот я не знаю, может быть, у нас развитие семимильными шагами. Я не знаю, может быть, завтра будет другая компания какая-то с супер крутым продуктом, может, супер там клеточные, космические технологии там будут, да? Но на сегодня наша клеточная технология, она лучшая в мире. Поэтому я не говорю, что больше такого не будет, но на сегодняшний день это единственная компания, которая выпускает такого качества, такого эффекта. Понимаете, вот я почему с онкологии начал, да? Это не только моя боль, это боль всех. И у нас уже есть примеры, фактически, я не говорю, что только благодаря клеточному питанию, да? Просто так есть чудесные случаи совпадения, когда проводят химиотерапию, лучевая терапия на последней стадии, даже после операции. Даже когда человеку сказали, что продлевается жизнь в разы, предположим, вот дедушка умирает там от рака, того же лейкоз, предположим, тот же, да, ему дают месяц, а он проживает полгода, или даже до 9 месяцев бывает. Разве это плохо? Понимаете, вот настолько ходить уже не надо, вот подтверждает практика и отзывы, которых великое множество, конечно. Но я просто видел, как у людей меняются анализы. Клинические анализы меняются. Просто когда человеку лучше становится, это понятно. Ну, фотографии мне все доверяют, говорят, что там не накрашенная и страшенная до, а потом накрашенная не страшная, там типа. Ну, естественно, такое буду.
И поверьте мне, это только, не только снаружи подтверждается, это подтверждается клиническими, биохимическими анализами, маркерами гепатитов, онкомаркерами. Очень много анализов, которые подтверждают до и после. Но, к сожалению, таких данных мало. Поэтому мы вот на днях начали маленькую свою диспансеризацию, чтобы людям уже показывать, как это все меняется внутри организма человека. Ну, пока все. Спасибо. Здорово, что есть такие врачи. Вот эту таблицу просто давайте посмотрим, и как возможно. Вообще, оказывается, когда мы приехали первый раз с Андреем Артуровичем, он, естественно, зашел в интернет, ну и про Якутию, там, средний возраст и так далее. Людей, которые перешли за 80-летний рубеж, вообще очень мало в Якутии, оказывается. Ну, наверное, как и везде, я так думаю. Но получается, средняя продолжительность жизни очень низкая. Ну, вот в среднем, смотрите, по данным Всемирной организации здравоохранения, по данным Минздрава, это будут другие данные, вы понимаете, да? Это Всемирная организация здравоохранения, я доверяю ее данным. Я часто захожу туда на сайт, смотрю разные исследования, там очень много разных исследований по разным странам. Вот теперь как Япония, откуда музыка? Там еще есть соседи. Смотрите, Япония 90-95% населения принимает добавки к пище. И продолжительность жизни очень высокая, и качество жизни высокое. Но это было же не всегда так. Потому что когда после Хиросимы и Нагасаки, после бомбежки в 4 раза сократилось население Японии, и еще к этому оно было сплошь и рядом, оно больное. И тогда правительство решило как-то поднять свою нацию и поняли, что ученые предложили, надо заняться питанием людей, чтобы все макро- и микронутриенты, витамины, минералы, все, что нужно, чтобы попадало в организм людей. И это сделали, как закон издали. То закон нарушать никто не хочет, да? И поэтому люди понимают, не понимают, начали принимать добавки к пище. И представляете, после 50 лет уже после этого закона, после введения этого закона, население восстановилось в 4 раза, то есть увеличилось в 4 раза. И самое интересное, средний рост нации японцев увеличился на 18 сантиметров. Что это значит? У них был рост 145 женщины, средний рост японцев, а мужчин 155. Сейчас они прогнозируют лет через 20, что у них будет рост к 2020 году, кстати, они вот прогноз я читала. Рост будет среднеевропейский у японцев. И одна из самых высоких сборных по волейболу оказывается сборная Японии. Поэтому, понимаете, у нас какой в руках продукт. Вы, неся людям информацию об этом продукте, вы будете оздоравливать свою нацию. Вот это вам интересно? Это как-то поднимает вас или как? Конечно. Поэтому, смотря какой человек тут берется, ну, лидерство, так скажем. Вот в республике Тыва, там работает женщина, Ая Аржак, может, она меня сейчас смотрит. Там она подошла очень глобально сразу. Оздоровление нации. Все, программа оздоровления нации. В принципе, и к 2020 году у них там должно быть оздоровлено уже 30% нации. То есть с помощью вот этих вот продуктов. У нас же еще другие продукты придут. У нас придет скоро Лев 8 Baby. То есть вкусные, то ли мармеладки, то ли... В общем, потому что детям надо же вкусное, да? И вот это придет. И еще один продукт будет для омоложения, суперпродукт, запатентованный. Будут сопровождать врачи. С Америки приедут сюда врачи, будут нас обучать. Представляете, какие продукты нас ожидают? А омоложение на 15-20 лет. То есть какие-то совершенно новые технологии. Поэтому, имея в руках вот эти продукты, мы можем очень многим людям помочь. Вот что значит миссия, вот что значит предназначение. Предназначение, очень часто на моих психологических тренингах люди спрашивают, а как узнать свое предназначение? Предназначение человека чаще связано с чем? Со служением людям. И вот если вы тут пришли, сидите, каким-то образом ваша душа привела сюда. Вот как эта душа работает, как все устроено, как мы творим свою реальность, я буду говорить об этом завтра, 4 часа. Это будет очень интересный тренинг. Вот. Дальше идем.
Итак, продукт ЛФ8 имеет в составе 20 разных ингредиентов. Адаптогены, энергетики и цельнопищевые нутриенты. Гриб кардицепс все слышали, да? Есть такой мощный гриб, который очень хорошо оздоравливает. Вот по отдельно, по каждому компоненту есть лекция Аэлиты Мустафаевой в интернете, несколько уже лекций. Она очень подробно, очень четко рассказывает, вот там, как влияет гриб чака на организм, как влияет радиола розовая, на что, на какие органы и системы. Я об этом говорить не буду. Почему? Потому что я не врач. Вот может говорить об этом, конечно, Максим, но потом по продукту надо будет подготовиться. Энергетики, гуарана, зеленый кофе, бакоку, мане, йорк, я их вообще не знала раньше. Хотя я занималась биологически активными добавками Nutrilite. Слушала очень много лекций, много училась этому. Но и вот когда я начала принимать вот этот продукт, я поняла, что это нечто новое. Я сразу ощутила это в теле, в реакции своего тела. Поэтому здесь, если вот посмотрите, есть помимо адаптогенов, суперэнергетиков, есть цельнопищевые нутриенты, то есть 20 разных компонентов. И самая главная фишка этого продукта, преимущество продукта перед другими, это синергетический эффект. То есть если кардицепс отдельно, если принимаете работать по одному, да, как-то вот, а если он в купе находится с этими разными другими веществами, эффект получаем совершенно другой. Понятно, да? То есть эффект синергии – это маленькие микрограммы каждого компонента, взаимодействуя, работая в организме, они дают совершенно новый эффект. Вот как объяснить синергетический эффект? Я объясняю на цифрах очень просто. 1 плюс 1 равно сколько? 2. Если имеем в виду синергетический эффект, 1 плюс 1 равно 11. Понятно, вот какой эффект? То есть здесь очень так уникально подобраны пропорции. Поэтому этот продукт работает просто очень мощно работает. Сейчас будут уходить сюда люди рассказывать о результатах. Accelerate Detox. Accelerate Detox. Detox это значит очищение, да? Очищаются наши органы, которые фильтруют кровь. Почки, печень, легкие. Есть здесь вот те бактерии, о которых говорил Максим Архипов. Бактерии, которые находятся в споровой форме и попадая в желудок, они там не разрушаются. Потому что все дозировки лекарств, всех биологических активных добавок, они устроены таким образом, что часть их будет разрушаться в кислой, достаточно агрессивной среде желудочной. Понятно, да? А тут споровая форма позволяет им пройти на 90% не меняясь куда? Кишечник, и там налаживается вся микрофлора. А если ЖКТ нормально работает, значит что? У нас есть Ержена Намсараева, вот вы многие, наверное, видели, да, по интернету, она сюда несколько раз приезжала. Она так говорит, нет запора, голова не болит. Это логично же, да? Поэтому, когда все налаживается, желудочно-кишечный тракт, все начинается, хорошее самочувствие. Здесь очень много разных составляющих. Но Accelerate Detox, он очень хорошо что делает. Если вы готовы к снижению веса психологически, у вас он уйдет. Даже уходит, потому что, смотрите, сначала же год был только один продукт, ЛФ8. Потом только появился второй год. Год на рынке, вот Accelerate, он всего год на рынке. Но очень хорошее сочетание вместе вот с Elevate. Почему, сейчас потом скажу. Давайте. Accelerate Sleep – это белые капсулы. Что такое Sleep? Sleep – это спать, да, короче говоря. То есть они что делают? Они успокаивают. Благодаря им мы очень хорошо засыпаем. Вот есть проблема плохого сна. Прямо у очень многих людей, даже у молодых. Есть же, да? Но вот когда мы применяем Accelerate Sleep, мы вот это вот нервное напряжение, стрессы, вот мышцы, которые напряжены, они что делают? Вот как образуется болезнь. Я проходила курсы по работе с психосоматикой, и очень хорошее объяснение дает там кандидат психологических наук, который работает со психосоматикой. Я прошла 2 уровня. Я умею работать со психосоматикой и прекрасно понимаю,
как вообще появляется болезнь. Вы слышали, что все болезни от нервов? А как это получается? А получается очень просто, если объяснить следующим образом. Случился какой-то стресс в вашей жизни. Что такое стресс? Стресс – это напряжение, да? То есть мышца что делает? Напрягается в определенной части. Когда мышца напряжена, кровоток ухудшается, капилляры что? Сжались, и в итоге мы что имеем? Плохое питание тканей, так? И вот когда у вас уже появляется физическая боль, это значит, уже прошло много месяцев, может даже лет, с того периода, когда вот это вас схватило. Понятно, да? Там клетка, ткань начинает питаться собственными отходами. Абсолютно некачественное питание. Кислород плохо поступает. И возникает вот та самая физическая боль, это уже серьезное нарушение. Там вот какой-то воспалительный процесс пошел. Понимаете? Поэтому, друзья, очень важно уметь расслабляться. И вот эти капсулы, вот для тех людей, которые там намеренно не медитируют, там не расслабляются, они очень хорошо помогают обычным людям. То есть человек что делает? Расслабляется, вот это сжатие отпускается, кровоток восстанавливается, кислород начинает поступать, и таким образом происходит исцеление ткани. Ткань исцеляется, значит, что? Орган, он может восстановиться. Вот в чем вся идея вот этих 3 продуктов. Посмотрите, как работают они. Зеленые они питают, да, полностью обеспечивают. Здесь 50% всей нормы микроэлементов, витаминов и так далее. Вот эти фиолетовые обеспечивают детокс, то есть выводят из вас шлаки, токсины, разные ненужные вещества. А вот эти, они что делают? Расслабляют, снимают нервное напряжение. И вот в купе они втроем, они работают просто великолепно. Многие просят, дай мне зеленые только, да? Ага, есть такое. Я всегда говорю, бери 3, эффект будет мощнее. Так, теперь я сюда приглашаю людей, которые получили результаты, но говорить надо очень кратко. Вот форма такая, не надо, как я пришла сюда, там кто-то меня пригласил, вот это вообще никого не интересует. Всех нас интересуют факты. Меня зовут так-то, мне столько-то лет, если хотите возраст говорите, хотите не говорите. Принимаю столько-то месяцев или лет, но там самое больше 2 года, кто-то может 2 года уже принимать, не знаю. И говорите, было то-то, давление было такое, стало такое, сахар был такой, стал такой. Понятно, да? Пожалуйста, выходим сюда, пока люди сюда будут выходить. В итоге подводим, смотрите, какой итог мы с вами получаем. Вот эти 3 капсулы заменяют 30-40 баночек. Вот вчера я слушала прямой эфир из Алматы. Аэлита Мустафаева, кандидат медицинских наук, она является экспертом нашей продукции. Она исследовала его в Казахстане 8 месяцев. Всякие анализы делала. Она говорит, самое страшное было для меня, ну, нету ли там наркотиков. Почему-то после приема вот этих капсул зеленых, что-то все такие радостные, веселые уходят. Об этом мы тоже с вами поговорим немножко. Поэтому, смотрите, все эти 3 продукта, они заменяют огромное количество баночек. Значит, они доступны для обычного человека. Представляете, 30-40 баночек купить, это сколько денег надо? Очень много денег. Почему? Потому что даже вот то, что есть вот в этих капсулах, если все объединить, вот это собрать, вот я специально считала баночки Nutrilite, но я насчитала там все, весь набор, вот там сколько есть, да, все надо иметь. Кальций, магний, омега-3, да все надо иметь. Там зеленый чай, витамины группы В, витамин С и пошло-поехало. Они все очень дорогие на самом деле. Поэтому, друзья, пожалуйста, кто начинает? Очень кратко, я вас предупреждала. Всем доброе время суток. Меня зовут Дора. Я принимаю 11 месяцев или 8, а вот эти периодически уже с мая месяца. У меня был ревматоидный полиартрит, инвалид 3 группы, иногда было еще с тросточкой. Было давление, повышалось до 180, до 160. Была глаукома, была токсиодермия,
Сейчас у меня на сегодняшний момент нет тросточки, нет ревматоидного паритрита, боли отошли, глаукома отошла, аллергия отошла, вообще супер. Всем желаю наше клеточное питание. Никогда уже 10 лет не ходила на каблуках, хожу на каблуках, сбросила 12,5 килограммов, появилась фигура, да, вот лицо, вот посмотрите, тоже изменилось. Молодею с каждым днем. Супер продукт! Давайте! Добрый день, меня зовут Суяра. Благодаря этим продуктам больше голова не болит, остеохондроз ушел, спина не болит, колени не болят и минус 13 килограмм. Сколько времени? С 15 июня 2018 года. Ты Но совсем были перерывы. Молодец. Так, меня зовут Александр, ну, все меня знают. Значит, я принимаю продукт больше года уже. У меня был инфаркт когда-то, а сейчас я выгляжу хорошо. Когда-то я принимал таблетки, эти, вы все, наверное, знаете, кто сердцем болел. Утром, значит, кучу, вечером кучу. А сейчас я вообще в аптеку не хожу, не знаю, что это такое. Давление стабилизировалось, было 220-200. Значит, сахар упал, холестерин там, ну, все эти вещи. Все, значит, голова перестала шуметь, в ушах звон там. Ну, и я старый дальнобойщик, я 30 лет по грамм отходил. У меня болели сильно руки, я вот эту руку вообще поднять не мог. Даже чайник налить воды. Сейчас спокойно могу все, шею помыть. А сейчас это вот, все нормально. Значит. Колени болели, опухали, значит, бурсит был. Сейчас у меня вообще ничего нет. Чувствую себя отлично. И всем рекомендую, советую вот этот препарат. Больше года пьет. Больше года я уже принимаю этот препарат. Самая старая. Без перерыва нужно пить, да, Вика? Ну, как, у меня были перерывы, когда у нас, значит, партнерам требовался продукт, мы вот с Еленой Михайловной, значит, с супругой, получали продукт и делились вот с партнерами, отдавали и заказывали себе потом. Значит, ну, месяц там проходил, ничего страшного. Потом получали это. Ну да, вот у нас уже как-то вошло в привычку. И утром встаем, первым делом у нас, значит, капсула, значит, вода, пьем воду, зарядку делаем, значит. Ну вот я похудел, значит, на 11 килограмм, у меня был 116 килограмм. Ну, вот Валерий Александрович, когда-то, ну, кто видел первую презентацию, вот, выходили, мы там были такие. Сейчас вообще легко себя чувствую. И благодаря вот этому всему продукту вообще здорово. Добрый день, меня зовут Татьяна Сафонова, я принимаю продукт уже 2 года. Результаты вообще колоссальные. Первое, что я получила, это, знаете, колоссальный прилив энергии. Я еще работаю, поэтому, знаете, вот приходится столько... Лет? А? Сколько лет, скажите? Мне 65 лет. О. Ну, сразу по поводу того, что 65. Мне никогда не дают мой возраст. И это очень приятно. Ушел подбородок, рассосалась вот шишка. Теперь не скрипят колени, когда, допустим, полишь грядки там, или моешь пол, это так здорово. Не скрипят вот, руки, да. Что еще? Вы знаете, у меня была проблема по-женски. И я, значит, благодаря нашим капсулам и после такого бесперерывного приема вот этих наших РЛФ-8 и СЛР-8, да, я отказалась от операции по онкологии по-женски. Вот. Не потому, что я отказалась, а просто это уже делать не нужно. Затем, вот у меня раньше, так как мы девочки, всегда любим краситься, и я всегда наблюдала то, что когда я накрашиваюсь, у меня на ветру, на улице, при холоде, прихожу куда-нибудь в помещение, всегда черные слезы. Сейчас у меня нет вот такого вот слезоотделения, понимаете? Я недавно себя поймала на мысль, думаю, на улице ветер, а у меня слезы не бегут. Поэтому это тоже вот хорошо, да? Поэтому кто еще сомневается? Я просто призываю. Это настолько продукт, который нужен каждому
каждому человеку, и взрослому, и ребенку. У меня недавно соседка, прихожу к ней, и девчонки, значит, температура вся красная, как свекла. И знаете, значит, говорит, вот отпросилась с работы, не могу работать. И вот сватья моя говорит, вот заболела. Я говорю, давай быстренько сейчас принесу тебе капсулы. Она говорит, я уже дала ей таблетку, и температура снизилась до 39,3. Девчонка лежит никакая. Значит, выпила она капсулу одну, мы сидим на кухне, разговариваем, L8 зеленую, и мы, знаете как, буквально минут на 15 прошло. Выходит эта девочка и говорит, уже она не красная, она уже адекватна, у нее нормальное лицо. И, значит, говорит, я так хочу кушать, я сегодня целый день не ела. И поэтому куда и температуры нет, куда все делать. Поэтому сейчас вот у нас в городе закрыты школы. Поэтому вот эту простуду, да, прямо в самом начале надо поймать за хвост, тогда помогает вообще исключительно. Поэтому, кто еще сомневается, я просто вот вас призываю, не теряйте время. Это наше здоровье, которое нигде не купишь, ни на что. И какое богатство бы ни было, с собой не унесешь. Будьте здоровы, это все в наших руках. Немножко сюда ближе. Добрый день, меня зовут Светлана Романова, мне 45 лет. Я пью, значит, L8 сентября месяца, это значит уже 5 месяцев. В августе месяце я весила 83 килограмма, да, и когда в сентябре начала пить, я за месяц бросила 9 килограммов. То есть мой вес стал составить 74 килограмма. И сейчас я держу этот вес, я от этого очень рада. И у меня ушли папилломы, которые меня уже несколько лет мучили, да. Значит, в последнее время обнаружила, что с глаз уже... Раньше у меня с обоих глаз выходили белые бели. Сейчас они уже не выходят, заметила в последнее время, да. И уходит варикоз ног. У мужа, значит, он страдал псориазом, да, и уже вот на протяжении 5 месяцев, да, у него уже вот сейчас практически нет псориаза. Я очень рада, что называю вот этот любитель 8 от Седерга. Отличный продукт. Оба. Нет, оба нет. Добрый день. Надежда. Меня зовут Надежда Татаринова. Я всего пью в течение месяца. У меня, значит, сосудистая система нормализовалась, работа желудочно-кишечного тракта, метеоризма нету, сон нормализовался. У меня, значит, сколько я занимаюсь БАДами, да, около 20 лет, у меня давление пониженное было, и пульс в последнее время до 39 доставлял. Вот, и так как я начала принимать, значит, 3 капсулы, у меня пульс от 39 стал до 65. Представляете? И то, что вот врачи назначали мне пить по щитовидной железе, там изменение было, да, пожизненно пить L-тироксин 50, так как я в последнее время хорошо чувствую, я вот эти Сатагексал и L-тироксин 50 отменила. Состояние у меня хорошее, мне приснилось, что мне 30 лет. Спасибо. Я всем рекомендую применять нашу уникальную продукцию. Всем добрый день. Меня зовут Безрукова Валентина. Мне 37 лет. Но у меня такой результат, мой личный, я расскажу немножко. У меня аритмия, и я перестала принимать с осени свои таблетки, да, то есть которые ежемесячно, ну, ежеквартально уже так принимала. У меня перестали быть головная боль. И вот самый такой большой результат, который, по крайней мере, привел меня вот к LF8, это у моего отца. Ему 68 лет, сейчас 69. В прошлом году в августе месяце у него случился геморрагический инсульт. До этого он был инвалидом первой группы, у него почки не работают, он на диализе. То есть и у нас была такая, как, ну, как после инсульта обычно выписывают и получается, либо на мой, либо в реабилитацию. Но у нас не выписывали, так как он был привязан к больнице, то есть к искусственной почке. Так как он у нас был лежачий, он не вставал. У него была парализована правая сторона, он не говорил, у него
вот пропал аппетит, он не ел, и он, можно так сказать, как бы, ну, был вообще в очень таком ужасном состоянии. То есть и я начала искать как выход, и вот мне Надежда вот просто подсказала, как про ЛФ8, ну, с самого начала. Ну, как обычно, мы в таких ситуациях не слышим, да, как-то не видим. Но когда у папы пропал аппетит, и он не ел, и он уже угасал, я вот начала изучать ЛФ8 и поняла, что это клеточное питание. То есть, как мне сказали, если он не будет есть, он не выздоровеет, он не встанет у вас. А нам как бы очень как бы хотелось, чтобы он встал. 1,5 месяца он лежал. Мы с мамой по очереди дежурили, то есть как бы мы вместе с ним в больнице лежали, потому что это уход, как, ну, сил очень много уходило, и сами мы тоже иссякали, как и работа дома, и в больнице мы не могли бросить папу. И когда, получается, в конце сентября нам уже врачи говорили, либо мы вас вот в РБ-2 мы лежали, спасибо им большое за то, что перевели нас в терапию, что он был привязан, да, хоть ну, не дома, да, то есть если бы мы выписали неделя, 2, все. То есть как бы без искусственной почки, а не транспортируют лежачих диализ, да. Либо нам сказали, вы будете по больницам так скитаться, он будет лежачий, и вы будете жить в больницах. То есть наша задача была поставить его на ноги, хотя бы, чтобы он вставал и мог в кресло пересесть. Я начала ему давать, сама сначала попробовала, да, получила результат то, что я после суток не сваливалась. Я могла еще на работу сходить, да, то есть как бы и вечером уже засыпать спокойно, то есть силы восстановились. Маме тоже сказала, группе, говорю, ну, как, мы нужны папе здоровыми. И к папе начала 1/8 давать, вот ЛФ8, по чуть-чуть. У него, как вот сразу результат был, он, аппетит появился, он говорит, я говорит, хочу кушать, он уже порцию начал есть больше. На следующий день он уже говорит, я говорит, хочу сесть, потому что мы его кушали, ну, на кровати приподнимали, да, он уже говорит, я хочу сесть, сидя уже на следующий день. Врач уже видит, физиотерапевт, он уже видит, что он встает, он так все, как его, как после инсульта у пациентов обычно страх ходить, они не верят, они боятся. Его под руку и 5 шагов он уже делает, то есть уже получается, ну, я в торопях, конечно, купила инвалидную коляску, потому что нам сказали, вас на следующей неделе будет выписывать, он у вас уже хотя бы встает, как бы вот так вот, и через неделю нас выписывают, папа не сел ни разу в эту коляску. Он, конечно, в больнице, когда вот мы если приезжаем, как бы дают, но до такси он дошел сам. То есть, получается, на диализ он уже ходит, пошел сам, как, ну, там внутри давали коляску, хотя бы так, чтобы он силами быстро уставал очень сильно. Но это было, получается, 3 октября нас выписали, и сразу же вот 3 раза в неделю он должен ездить. То есть на машине его возят и привозим на эту процедуру. Сейчас, получается, какие результаты? Он ходит полностью без поддержки, у него речь полностью восстановилась. Он дома, даже вот мама с ним ездит, все равно как сопровождает его, подстраховывает. Он уже вперед, можно так сказать, бежит. И самое главное, то, что вот каждую неделю, там, раз в 2 недели у них берут контрольные анализы, у него всегда был низкий гемоглобин. Вот как 2 года он на диализ ездит, его никогда не подняли. Постоянно дополнительные лекарства. Всегда у него куча лекарств выписывается. Сейчас отменили часть лекарств, потому что у него результаты очень хорошие. Гемоглобин наконец-то в норме, даже чуть-чуть, как бы, они говорят, ну, как у здорового человека. Давление у него нормализовалось 120, то есть как у здорового, то есть уже не повышенное, да, вот как мы не принимаем сейчас очень сильные вот эти понижающие. Сахар у него держится тоже в норме, как инсулин не колем, как, и он сейчас очень, ну, как вот бодро себя чувствует, он даже дома уже ходит, он читает, он в больнице уже начал читать. То есть, как бы, вот это тоже проблема, да, для 4 страницы. Сейчас он читает, он, ну, спокойно уже встает, он уже может сам себя уже обслуживать даже, да, то есть, как бы, такая проблема. Это получается вот с августа месяца, сейчас вот февраль месяц, то есть, у него такая полностью реабилитация. Хотя нам сказали, что это очень долго будет, он будет лежать и вообще как, ну, не давали нам гарантии, что он вообще будет жить. Такой вот результат. Я думаю, что все, да? Все желающие выступили. Ну, вывод-то какой делаем? Супер. Результаты очень мощные, да? Я ни разу не слышала ни в одной другой компании таких вот результатов. О чем это говорит? Это говорит о том, что продукты, они инновационные. Что все в одном. И могут себе позволить люди, которые, ну, имеют обычную зарплату. Вот сейчас я перейду к деньгам, потому что когда я начинаю, ну, люди сами звонят мне, пишут, говорят, ну вот у меня обнаружили узлы, ну, щитовидки. Недавно одна женщина мне написала. Я говорю, ну, начните принимать. Она заказ сделала,
один раз, и следующий раз, ну дальше же надо заказывать пить-то. И она говорит, как же мне быть, у меня денег не хватает. Это, ну, обычный учитель, денег не хватает. Кредиты, естественно, как у всех. И я ей советую, ты начни предлагать людям. Когда ты начинаешь предлагать людям, ты начинаешь зарабатывать деньги себе же на продукт. Я, например, да, вот единственный раз из своего семейного бюджета положила 7,5 рублей, вот заказ первый сделала, больше никогда с бюджета семейного не вытаскивала эти деньги. Я их что делаю? Зарабатываю. Понятно, да? Поэтому вы можете, вот, ну, очень много людей, у нас в Улан-Удэ же эта продукция, она достаточно популярная. Там даже если так посмотреть, 20 с лишним бриллиантов, у вас в Якутске ни одного бриллианта еще нет. У вас вот рынок-то он совершенно пустой, люди не знают об этом продукте. Поэтому смотрите, вы можете помочь огромному количеству людей, но поняв, что вот в этом предпринимательстве надо в первую очередь ставить помощь людям. Я за свои деньги приезжаю, там, ну, вот я не хочу знавать, зарабатывать людей. Моя главная задача что? Донести до вас эту информацию. Если вы сейчас поймете, что вы можете даже, помогая людям, зарабатывать. Даже если сюда люди приходят только за деньгами, есть такие люди. У нас Андрей Артурович говорит, если ты даже пришел просто заработать деньги, ты все равно поможешь людям. Потому что зарабатываешь чем? Продвигая информацию об этих удивительных продуктах. Вот сейчас я расскажу, как вы можете, какие деньги тут иметь, но до этого я хочу вам показать свой результат. Так, ну вот результат Николая Турышева я должна обязательно рассказать, потому что это человек, который привез этот бизнес в Улан-Удэ. Он крупнейший топ-лидер в нашей компании. Очень часто у нас в Улан-Удэ в неделю практически 2-3 раза ведутся трансляции на весь мир, и ведет их Николай Турышев. Он весил, ну, короче, у него вес снизился на 30 килограмм, представляете? Болели суставы, коленные суставы, уже понадобилась операция, и он не мог просто допустить эту операцию. Почему? Потому что когда человек ложится на операцию, он перестает зарабатывать деньги. А зарабатывал в это время, когда он пришел в компанию, он зарабатывал торговым представителем. До этого он был военным. Поэтому, смотрите, вот как сейчас выглядит Николай. Замечательно выглядит. Операция на коленном суставе не требуется уже. Вес снизился на 30 килограммов. Чувствует себя просто превосходно. Работает очень-очень много. Поэтому вот так вот может измениться жизнь. Вот люди бросают пить и курить. Вот эта девушка, я знаю, она бросила пить и курить. Почему? Потому что гормональный фон просто меняется. Вот сегодня утром мне написала мой партнер. Как сказать человеку, как предложить человеку, который хочет избавиться от такой зависимости? Если человек готов внутренне избавиться, химия тела, которая меняется благодаря этим продуктам, она не будет хотеться. Многие бросают курить, очень многие. Вот Светлана Большакова, у нее были камни в почках. У мамы камни в желчном пузыре, их нету. В течение 4 месяцев их уже нету. Салават Басареев, он вообще после инфаркта или инсульта, короче, тяжелый был товарищ. Вот сейчас вообще такой живчик. Девушка весила 165 килограмм, сейчас 85 килограмм. Девушка за 3 месяца скинула 10 с лишним килограмм, вот покупает уже новый наряд. Витилиго исчезает. Что такое витилиго? Это неизлечимое заболевание. Витилиго проходит. Вот человек из Кыргызстана, вот мальчик из Бурятии, вот кого я знаю, да? Потому что я поставила сюда людей, которых, знаю, что они. Вот девочка, мама, которая делилась при мне результатами, у нее дерматит. Буквально за несколько дней этот дерматит прошел. Вот сколько можно избавить от боли, да, маленьких детей. Много таких сейчас рождается детей. Вот псориаз проходит, вы это сейчас услышали, псориаз прошел у человека. Ну вот это я. Ну как вам я? У меня 48 лет. Я весила 73 килограмма.
килограмм, сейчас я вешу 64, но у меня цель весит 55, поэтому ну, я приду к этой цели, я точно знаю. Это вот не надо торопиться. Вот кто-то хочет похудеть, да, резко. И вот некоторые действительно скидывают за месяц 9 килограммов, там, ну, как Николай за 2 года 30 килограммов. Не надо торопиться. Я такая в надежде, что я быстро скину вес, начала принимать некоторые разочарования. Почему? Потому что я набрала. Качели по весу, они всегда есть в начале. Сейчас вес, он прямо очень методично снижается. Почему? Потому что я подключила еще зарядку. Кто отжимается утром? Так, есть. Я отжималась, вот ни разу не могла. Я вот так вот легла, да, первый раз, и подняться не могла. Вот такие руки слабые. Раньше, я помню, вот не было этого машинки-то автоматической. Мы как стирали-то? Все же выкручивали, да? Нормально куртки, одеяло, все это. Сейчас я решила вручную постирать, ну, хороший костюм. Я не могла, это же... Вот сейчас, вот когда отжимаюсь, я могу. Я сегодня утром отжалась 40 раз. Поэтому это надо просто делать. Кто говорит, кто-то с дивана отжимается, кто-то от стенки отжимается. Я с дивана. Я предлагаю отжиматься с колена. А кто-то, я предложила с коленок отжиматься так эффективнее, вы научитесь. А она мне говорит, а если коленки больные? Я говорю, ну подложите там что-нибудь. Поэтому, когда вы с коленок отжимаетесь, вы тренируете хорошо вот эту вот часть тела. И когда отжимания я включила, я же делала зарядку так себе. Как это так себе? Ну, есть рекомендованная нашим наставникам зарядка. Она очень интересная. Возможно, завтра время будет, я вам покажу ее. И есть даже на моем канале YouTube, если вы зайдете, вы найдете «Правильное утро» от Андрея Шаура, по-моему, я так назвала, супер зарядка. Она делается буквально 5-7 минут, и она очень эффективная. Там все учтено. Пресс, там все части тела, все. Понятно, да? Там все по-особому делается. Это опыт очень известных людей, наставников Андрея Артуровича, он все это собрал и составил вот такую шикарную зарядку. И вот все лидеры Академии Успех вместе, мы все делаем. Понятно, да? И вот если вы хотите, потому что тело должно работать, потому что энергия, она от тела идет, от вашего. Ну, об этом я завтра поговорю. Вот смотрите, здесь мне 48 лет, мне сегодня 50 лет. 45 лет вообще здесь. А это мне 50 лет. Ну, говорили же, да, фотки до какие-то страшненькие. Фотки после накрашенные и так далее. Это я специально не фоталась. Это просто вот общие фотки делали, я оттуда взяла их поставила. Может быть, надо было специально это делать. Болели колени, болела спина, там 2 грыжи. Короче говоря, много чего тоже. Хотя я в больнице ни разу не лежала, кроме роддомов. 3 раза рожала, 3 раза лежала. А так, чтобы я не знаю, что такое система. Что такое система получать. Ну, так сохранилось, короче говоря. У меня гены хорошие. Но психосоматика вот этих артрозов суставов, я ее хорошо знаю, поэтому я стараюсь с ними работать. И в итоге получается плюс вот эти вот наши продукты, плюс психология. Конечно, изменения очень быстрые. За год у меня жизнь изменилась очень серьезно. Ну и доходы сейчас я вам буду рассказывать. Грыжа не болит. Грыжа почему налаживается-то? Почему исчезает? Потому что начинается питание тканей. Грыжа это когда у вас там истончился хрящ и жидкость из дисков давит на мозг спиной. Вот почему болит, все отнимается. А когда все восстанавливается, нет уже грыжи. И очень многих грыжек проходит. Все же зависит от питания нашего. Вот теперь смотрите, вот это данные научные. Кожа регенерирует за 28 дней. И вот когда вы начали пить, первое, что отражается, люди визуально замечают, это что? Ваше лицо. Кожа лица подтягивается, лифтинг эффект происходит. Проходите. Так, кровь 120 дней.
обновляются все клетки крови, все элементы крови меняются за 120 дней, 4 месяца. Печень 4 года, сердце 5 лет, легкие 7 лет, опорно-двигательный аппарат 12 лет. И вот я вам скажу, кто-то хочет за месяц избавиться от всех болячек, которые накопил за 50-60 лет. А может быть такое или нет, да, за месяц все? Это ж надо еще психологию поменять. Все наши болезни откуда? От неправильного эмоционального состояния. Если вы много негативите, вы всем недовольны, ну, будете болеть. Это уже доказано наукой. Поэтому смотрите, тут был курс какой и так далее. Я, когда говорят, какой курс принятия вот этих продуктов, я отвечаю таким образом. А ты кушаешь курсами? Человек не понимает, а что это значит кушаешь курсами? Ну ты вот месяц кушаешь, потом дальше не кушаешь. Может быть, ты так живешь? Человек говорит, ну нет, конечно, я все время кушаю. Вот теперь я задаю следующий вопрос. А ты хочешь, чтобы курсами получали клетки все, твои клетки? Или время от времени получали? Человек говорит, нет, я все понял. Понятно, да? То есть я думаю, ответила на этот вопрос. Я принимаю бесперерывно год. И вот такие вот результаты. Эксперты есть в нашей продукции. Это Надежда Андреева, она врач. Есть очень много видео в интернете. Прямо она по каждой траве, по каждому растению, она там дает пояснения. Есть эксперты, доктор медицинских наук Садуакас Мустафаев и кандидат медицинских наук Аилита Мустафаева. У них собственная клиника. Они в этой клинике вовсю принимают вот эти продукты. И как-то в одном из интервью Садуакас Мустафаев сказал, вот раньше мы готовили к операции женщин, это гинекологическая клиника, и чтобы понизить сахар, нам надо было там, несколько месяц принимать какие-то препараты и так далее. Сейчас с помощью вот этих продуктов нормализуется сахар буквально за 2 недели, он сказал. Понимаете, да? Поэтому вот такие эффективные продукты. Ну, давайте быстренько о деньгах. Потом, кто пришел только на продукт, вы можете идти после того, как... В следующей части я расскажу, как делать этот бизнес, все шаги, поясню, вот как делать это через интернет, как делать это вживую. Понятно, да? Ну, давайте пройдемся по деньгам. Деньги-то вам нужны? Да. Всем они нужны. Вот, если вот некоторые такое, да, ой, деньги, как-то это вот не чисто, как-то вот это, да, вот об этом завтра поговорю, откуда образуются долги у вас. Я жила в долгах 15-20 лет. Все время кредиты, все время я утром просыпалась, думала, так, кому какой долг отдать, кому где чего искать и так далее. Вот в таком состоянии я жила. Сейчас у меня нету долгов. Почему? Потому что это зависит не только от того, сколько вы зарабатываете. Я всегда думала так, я заработаю больше, у меня долгов не будет. Ничего подобного. Потому что долги, они откуда образуются? От нас. Изнутри. И вот внутренние долги какие, как от этого избавиться, я завтра конкретно буду давать рекомендации. Понятно, да? Если вам интересно, завтра приходите. Ну, а здесь действительно я начала зарабатывать, фокус другой. Ну, поехали. Вот смотрите, официальный старт был 15 января 2017 года. Всего этому предпринимательству всего 2 года, да? Недавно исполнилось 2 года. Когда мне говорили, что тут лидеры зарабатывают в 5 раз больше, там автобонус получить легче 20 раз и так далее, я, конечно, говорят, да каждый кулик хвалит свое болото. Я так и думала, хвалите, но я проверю. Вот я решила в первый месяц проверить. Получилось же, я получила автобонус 60 000 рублей. Я в той компании, которая работала до этого, я такие деньги уже не получала. Хотя там раунд был особый, там были какие-то результаты. Но вот так вот не было же этого. Президентом является Эрик Капрарес. Это человек, который имеет огромный опыт в индустрии красоты и здоровья. У него есть свой фонд, Капрарес Foundation. Я вчера смотрела в интернете. Это англоязычный сайт, очень интересный такой, лаконичный сайт. Вот этот фонд, Капрарес Foundation, он работает в сфере борьба с голодом.
вот особенно детей. И вот каждый доллар дает 4 порции здоровой еды детям. Вот на этой фабрике производится еда также. И вообще на этой фабрике Five Star Labs производится продукция для красоты и здоровья для 100 компаний разных, в том числе и MLM-компаний. Он является генеральным директором вот этого серьезного производства. И вот на этом производстве также мы получаем вот оттуда такие наши капсулы. И капсулы, продукция доставляется нам прямо из Америки, с фабрик. Поэтому, когда нету этих многих-многих посредников, цена очень приемлемая для нас. Если бы запустили просто на рынок в розницу, она бы стоила, не знаю, в разы дороже. Понимаете, да? Почему это выгодно? Ну нет прямых продаж, бегать сумками не надо, впаривать ничего не надо. Потому что у нас одна и та же цена. Во всех компаниях цена какая? Дистрибьюторская есть и есть на продаже. Но есть, конечно, розничная цена здесь. Но в самой компании нет такого. Понимаете? Дальше. Ну, есть такой экономический закон 1.9.90. Что это значит? Давайте я вам объясню. Почему? Потому что это очень важно для Якутска особенно. Это называется закон насыщения рынка. Любая продукция, когда она выходит на рынок, она начинает вот потихоньку распространяться, да? То есть рынок начинает заполняться. И вот кто приходит в 1% заполнения рынка, в будущем, через несколько лет, вы будете иметь доход от 500 тысяч до нескольких миллионов рублей в месяц. Вы здесь вот именно вот в этой категории находитесь сейчас. Потому что в Якутске нету рынка. Сколько населения Якутска? 300 тысяч человек, ну 350 тысяч человек, да? Здесь сидит, ну, где-то 100 человек. Вы находитесь вот в этом состоянии. Но есть система, которая вам поможет продвигать этот бизнес. Есть продукт, который нужен практически всем людям. И сколько вы заработаете, как вы здесь будете продвигаться, зависит от кого теперь. Только от меня самой. Насколько я буду работать над собой. Вот об этом завтра будет идти речь. Что такое вибрационное состояние? Как это притягивается все? Как мы притягиваем в свою жизнь все события, всех людей? Кто такие наши окружающие люди? Как вот вообще работать над самим собой, глядя на окружающих людей? Об этом, ну, интересные будут вещи завтра говориться. Теперь смотрите, 9% людей, вот в 9% заполнения рынка, кто приходит, 300-600 тысяч рублей могут иметь в месяц. Но это еще через сколько лет это будет, я даже не знаю. 90% заполнения рынка вы уже, если пришли, то вы имеете возможность от 60 до 200 тысяч всего лишь зарабатывать. Это экономический закон. Знаете, не знаете, он будет все равно что? Работать. Поэтому, вот, если вы хотите изменить свою программу, изменить финансовые свои доходы, изменить вообще уровень жизни, вы, конечно, можете воспользоваться вот, этой прекрасной возможностью. Вот я решила так, что мне надо все менять. Потому что вот в Академии «Успех вместе» совершенно другие установки, совершенно другая философия. Вот это, об этом я немножко затрону сегодня, а завтра еще конкретнее буду говорить. Так, итак, есть 6 стартовых пакетов. Вот, если вы здесь посмотрите, да, есть пакеты 75 CV. Вот эти пакеты, они самые выгодные пакеты. Потому что здесь одна капсула будет дешевле стоить, чем вот в этих других. Понятно, да? $20 у вас снимется за бэк-офис единожды. То есть один раз снимается вот эта сумма, и у вас появляется, вы покупаете на эту сумму свой кабинет на сайте компании Биетик. И вы можете все время заказывать оттуда продукты. Это интернет-магазин. В этом интернет-магазине вы будете получать также доходы на свой кошелек. И когда вы будете рекомендовать людям, там система комиссионных, есть 9 видов дохода, я сейчас о них расскажу. Так, $123 стоит вот так вот.
одна пачка Elevate, это 30 дней. И одна пачка Accelerate, это тоже 30 дней. Это стоит $123. Сейчас доллар стоит там 67 с чем-то. Ага? Ну, примерно это 8300 или 8500 рублей. Но на следующий раз, когда будете заказывать, оно будет стоить на $20 дешевле. Это 7500. Понятно, да? Но я в конце покажу схему, когда вы можете купить таким образом продукт, чтобы продукт был дешевле. Цена одной капсулы будет 60 рублей. Если вот только вот это берете, да, цена одной капсулы будет 115-120 рублей. Понятно? Поэтому... одинаковые, да, что белый, что зеленый. Да, конечно. Поэтому вот есть разные комбинации. Вот, например, пакет номер 3, здесь 70 таких. То есть 2 пачки вот такого будет, да? И еще одна десяточек. Вот такая вот, блистер будет. Это тоже стоит 123. Это только зеленый могут. Только фиолетовый можно. Здесь уже немножко дороже. $133 будет. 60 белых, 60 фиолетовых на 2 месяца. И есть пакет вот такой. Пачка Acceler и пачка Elef. Вот это тоже стоит $123. Понятно, да? Остальные мы вообще не рассматриваем, потому что они не выгодны. Там одна капсула у вас будет стоить 150, 140. Телефон мы выключаем. Итак, пошли виды доходов. Смотрите. Виды доходов. Вот этот вид дохода, первый вид дохода, он очень выгодный. Вот вначале, когда вы начинаете этот бизнес, вы начинаете приглашать людей, так? Теперь смотрите. Вот, допустим, мы не рассматриваем вот эти верхние, мы рассматриваем вот нижнюю строчку. Вы пригласили, допустим, Александра, и Александр купил пакет номер 3 или 4 или 5. То есть, который весит 75 CV. Вот теперь посмотрите, что вы заработаете при этом. Это очень мощный вид дохода. Вначале, когда нет денег, это очень сильно помогает. Смотрите как. Вот как только Александр купил продукцию, заказ сделал, в эту же секунду вам падает на ваш кошелек $37,5. Понятно? Это около 2000 рублей вы сразу заработали, когда приглашенный вами человек делает заказ. Классно? Вот это для меня было вообще, в начале же нету же денег, просто взять и заказать, да? Хотя я свои-то выложил. А почему надо самому делать заказ, потом уже людям говорить, я буду говорить во второй части. Теперь внимание. Вот в первый месяц я пригласила 12 человек. 12 человек сделали заказ. Я заработала $430. На второй раз мой заказ-то стоил $103 же, да? В первый раз 123, а на второй раз 103 без 20. И я могла уже заказать сколько пачек? Много пачек. Почему? Потому что вот первый месяц просто вот заработал $430 благодаря тому, что 12 человек, которым я предложила, они что сделали? Сделали заказ. Хороший доход. В других компаниях вот таких доходов нету. Быстрых нету доходов. Это называется быстрый старт. Но бывает так, смотрите. Бывает так, человек говорит, да я хочу принимать, но у меня вообще нету денег. Тогда я говорю, ну найди 4 человека, которые купят. У тебя будет 100 там, сколько? 37,5, если умножить на 4, это будет сколько? $150. И ты купишь сам себе. Можно и так. Но я это стратегию называю стратегией, которая очень долгая. Вы заколебаетесь искать этих 4. Лучше всегда что? Самому сделать заказ, и вот у вас энергия будет другая. И идти уже и говорить, вот есть такой продукт. А когда вы ничего не сделали сами, да, и пошли что-то говорить, это не в тему. Вас мало кто услышит. Понятно, да? Будьте добры, пожалуйста, на беззвучку поставьте. Дальше. Теперь посмотрим бинарный бонус. Что такое бинарный бонус? Я долго не понимала, что такое бинар. Я работала в компании, где был классический маркетинг, выстраивалось вот это солнышко. Вот кто имел представление, в каких компаниях были, вы примерно представляете. Что такое бинар? Это когда у тебя 2 ноги и все. Всех своих приглашенных ставишь по очереди. Влево, вправо, влево, вправо. Вот так. То есть твой приглашенный может находиться где-то очень далеко внизу. Но это твой приглашенный. Это твоя первая линия считается.
А где она находится, это, ну, как бы не имеет значения. Понятно, да? Теперь смотрите, как рассчитывается бинарный бонус. Берется, вот у вас две ноги. Есть оборот, который сделала структура за неделю. Тут расчет идет за неделю. Вот в компании, в которой я раньше работала, расчет был за месяц. Когда отчетный период месяц, как ты работаешь? Короче, остается неделя в конце, и начинается движуха такая. О, надо личные баллы, там что-то беготня и так далее. А тут неделя. Есть такая система Хаббарда, управление компаниями крупными. Во всех крупных компаниях есть недельный период отчетности. У кого недельный период отчетности в ваших организациях? Есть такой? Вот у нас есть. Я знаю, что большие компании, Титан, вот эти, Абсолют, они все работают именно вот так. Теперь смотрите, есть товарооборот левой ветки, это 25 тысяч баллов, есть товарооборот в правой ветке, это 20 тысяч баллов. Расчет берется меньшая ветка, то есть 20 тысяч баллов, да? И от него до 20% вы можете получать именно по бинару. Теперь это около 4 тысяч долларов. Дальше идет бонус поколений. Вот этот бонус мне вообще очень понравился. Почему? Потому что, вот, ну-ка встаньте, Максим, Марфа, еще 2 человека сюда выйдут. Я сейчас вам покажу, как это, вот, насколько это выгодный бонус. Так, ага, ну все, вот, Марфа, ты пригласила Дору, Дора Максима, Максим Туяру. Еще надо мне одного человека. Иди, Ольга, вставай. Вот теперь посмотрите, как идет расчет. Ладно, конечно, я вот сюда встану. Ага. Вот Марфа пригласила кого? Дору. Сразу без никаких условий 20% от заработка Доры начисляется кому? Марфе. 20%. Теперь представьте себе. Продать, наверное. От покупки или нет, от заработка, от дохода, от чека. А доход у Доры, допустим, 1 000 000 рублей. Что ото? Вы, если хорошо будете зарабатывать здесь 1 000 000, я 500 000 зарабатываю, например. Потому что за последний месяц у меня получилась именно такая сумма. Но это каждый месяц, возможно, не идет, но идет к этому. 1 000 000 рублей здесь многие зарабатывают, больше 1 000 000 зарабатывают туруши. То есть вы на пустом рынке находитесь. 2 миллиона это вот, ну, хорошо поработать год. Но по системе. А что делать по системе? Вот это будет во второй части. Вы понимаете, да? Дальше. Вот смотрите, от 1 000 000 20% это что? 200 тысяч. Что получает? Марфа получает. Понимаете? Теперь. Если Дора получает 1 000 000, но где-то человека 3 получает 500. Вот таких, как Максим. Максим – это вторая линия Марфы. От второй линии Марфа начнет получать деньги, когда закроет серебро. Серебро – это 1000 баллов слева, 1000 баллов справа. Я еще таблицу покажу. Марфа будет получать 10% от чека Максима. Поняли? Она получает, например, 500 тысяч получает Максим, таких 3 человека. Это сколько? 1,5 миллиона, да? 1,5 миллиона, 10% это сколько? 150. 150. Ты прибавляй, Марфа, себе. Было 200, 350 стало. От третьей линии Марфа также получает 10% от чека третьей линии. Но если Максим зарабатывает 500, таких сколько? Ну, 3 человека по 200 тысяч. Но таких Максимов-то сколько мы насчитали? Было 3, да? У каждого по 3 по 250. Это сколько? 10% это что? 75. 75. Правильно считаете? Нет, ну вы принцип поняли, да? 75. Ну и 4-я линия это Ольга. Таких, как Ольга, будет много. Это, наверное, человек 10, которые где-то 100 тысяч зарабатывают. Это 1 000 000, да? От 1 000 000 10% это 100. И вот этого сколько у тебя получилось, Марк? 425. Ну, 470.
Ну, понятно, да, это только бонус поколений. У них же еще есть бинар, еще есть другие виды дохода. Понимаете? И вот до 4-го поколения вы получаете деньги. Вплоть включительно до 4-го поколения. Классная возможность. Я, в общем-то, я же только год. А я у Турышева спрашиваю, вот как идет распределение, сколько процентов бонус поколения, сколько от бинара ты получаешь? Он мне говорит так, 50 на 50. Когда уже в вашей структуре люди много начинают хорошо зарабатывать, ваш доход, 50, если он получает миллион, значит 500 тысяч от бинара получает, да? И 500 получает откуда? От поколений. Вы понимаете? Теперь вопрос, выгодно помогать людям здесь, чтобы они выросли? Выгодно. Поэтому какая бы глубина бы ни была, мы помогаем. Понятно, да? Здесь в первой линии у меня только Максим. А остальные, вот много людей здесь, да, они где-то в глубине, но мне без разницы, где находится человек. Самое главное, чтобы человек что? Хотел работать сейчас. Понятно, да? Так, вы поняли принцип? Все, проходите. Молодцы. Желаю тебе быстрее зарабатывать такие деньги. Не зря ты вышла сюда, потому что, вот смотрите, вот обычно бывает так, если я уже часто провожу такие презентации, и когда идет объяснение бонуса поколения, очень люди выскакивают. Как это можно, если ты работаешь по системе? Так, глобальный бонус — это вот когда 2% от мирового товарооборота делит между собой все бриллианты, которые, ну, этот уровень имеют. Теперь вот этот самый автобонус написано, да? Надо было выправить. До января 2019, я вот сейчас вам скажу весь секрет, как вы можете уйти с работы. Потому что вы можете делать не один автобонус, или бонус жизни, сейчас он называется, с января месяца. Вы можете делать несколько. Внимательно меня послушайте. Вот такого вида бонуса нету ни в одной компании. Я анализировала много разных маркетинг-планов. Много новых, которые появляются и говорят, вот тут супер и так далее. Нету такого. Теперь внимательно меня послушайте. Вот схема какая? Чтобы получать $500 в месяц от компании, вы подключаете 4 семьи, 4 человека, которые будут покупать пакет номер 3, 4, 5, то есть пакет с объемом 75 CV. Понятно, да? Да. И каждый из этих 4 человек должен подключить тоже по 4 человека. И когда эти люди в месяц, то есть с 1 по 31 число, сделают свои заказы, компания вам перечислит $500. $500 это сколько рублей? 34-5 тысяч рублей. Хорошие же деньги. Да. Может, в Якутии это небольшие деньги, но у нас в Бурятии у нас средняя зарплата 15 тысяч. Далеко не убежали? Ну, у вас все дорого же, но у вас севера, там какие-то эти проценты и так далее. Но 35 тысяч рублей это хорошие деньги. И вот очень много людей благодаря вот этому бонусу уходит с работы. Если ходят на нелюбимую работу, просто для того, чтобы кушать, покупать еду, да, обычно на еду зарабатывают на нелюбимой работе. Не бывает так, что на нелюбимой работе можно зарабатывать большие деньги. Поэтому, так, можно было, конечно, подождать. Друзья, давайте так, я сейчас объявлю перерыв. Кто там засобирался, подождите. Друг друга надо уважать. Хорошо? Вот этот вид дохода, можно сделать сразу в первый месяц. Вот я сделала в первый месяц. Я знаю, вчера закрыли, Марку закрыла, бонус жизни, несколько человек в этой якутской группе. Это же хорошо, да? Поэтому, как вы думаете, сложно это сделать? Если постараться, в течение месяца это легко делается. Дальше. Ну, давайте примеры заработков посмотрим. Вот это Иван Вовк. Иван Вовк, вот первая фотография, это вот
который решил, ну, такой, сделать карьеру, там, может быть, и так далее. Но получилось так, что он все покупал в кредит. Ну, на зарплату как больше жить-то? Машина в кредит, свадьба в кредит, свадебное путешествие в кредит. Все было у человека в кредит. Вы не, вот за последние 2 недели там акции он заработал около 100 тысяч долларов. За 2 недели. Но при этом человек работает преимущественно через интернет. Он ни разу вот так вот такое обучение не провел, ни разу такой презентации не провел. Вы представляете, какое вам будущее может быть? Но он все делал через интернет и правильно. Важны же правильные действия. И вот в второй части я буду объяснять правильные действия какие. Купил BMW. Не знаю, какой серии я в BMW плохо разбираюсь. Но такая, я видела эту BMW, она такая длиннющая, бизнес-класса. Черная, вот это его машина. А вот машину Lexus 350 он купил жене. Я эту сумму знаю точно, 3 миллиона 800 стоит. Lexus 350. Сейчас он купил 3-комнатную квартиру. Делается ремонт. Ездит все время отдыхать. Вот если вы в Инстаграме зайдете на его страницу, это очень красивая страница. Много путешествий. Вот, работая инженером, он мог бы себе такое позволить. Это совершенно другой уровень жизни, друзья. Поэтому вот обычный парень же сделал это. Значит, можно сделать. Это Айгуль Газезова. Она из города Астана. Вот. Сейчас это очень большой лидер. Тоже, деньги очень-очень хорошие. В рублях там несколько миллионов рублей в месяц. Но работала она бухгалтером. Ну и до этого имела опыт какой-то компании. Но очень много путешествий. Купила квартиру 4-комнатную в Астане. Между прочим, Астана это достаточно дорогой город. 4-комнатная квартира в Астане. Вот и машина, которую она подарила отцу. Классно, да? Можно отцу, родителям подарить там, квартиру, машину, улучшить их уровень жизни. Это очень хорошая цель, я так думаю. Есть Аэлита Мустафаева, тоже топ-лидер компании, тоже доходы очень шикарные. Отец Садуакас Мустафаев, вот он. Отцу машину-то подарила, BMW 5 серии. Это же дорогая машина 5 серии. Себе купила тоже BMW, вот синенькая вот. Поэтому люди покупают, повышают свой уровень жизни, занимаются благотворительностью, совершенно другие ценности в жизни. Поэтому, если обычные люди, она жила, знаете, они сделали огромный кредит на клинику, на оборудование, и у нее же арестовали квартиру. Она в каком состоянии сюда пришла работать, трудиться в этой компании, она, было не очень. Она рассказывает так: я не знала вообще, что делать. Арестовывают квартиру, 3 детей, одна, без мужа. Экзема сильная после развода. И просто нажала на клавишу, увидела объявление в интернете, пригласили ее на эту трансляцию, включила ее. И представляете, знакомиться с Андреем Шаура. И вот теперь совершенно другая жизнь через 2 года. Все, естественно, эти долги на что? Закрыла. Это Николай Турушев, я об этом человеке говорила, вот BMW, который он тоже купил, он погасил 3 миллиона долгов первый же год. Потом он купил BMW, сейчас вот ездит, отдыхает. Такой вот совершенно другого плана человека. Это Надежда Андреева из города Москва. Она пришла сюда с огромным долгом за ипотеку, за дом в Подмосковье. Она его погасила и недавно купила вот квартиру. Вот это видео есть в интернете. Посмотрите, 9 миллионов рублей наличкой вытаскивает человек и покупает квартиру в Краснодаре в очень престижном районе. Вот так меняется жизнь людей. Это топ-лидеры компании, люди, которые очень много трудятся. Если много трудиться по системе, все возможно. Вот это обычная женщина, она работала кассиром в нашем Датсане. У нас есть гостиница в Бурятии, Ламриль такой, Датсан маленький. Она работала за 500 рублей в день. Это 12 тысяч, если с выходными. Иногда, если без выходных, то 15. Человеку же надо отдыхать, да, когда? 12 тысяч рублей.
покупает квартиру в этом нашем проекте за 10 месяцев работы. Это было в прошлом году. Сейчас она объявила, я покупаю двухкомнатную квартиру сыну. Вот скоро у нее состоится эта покупка. Нормально? Очень можно поработать. Почему у нее вот это получилось? Вот, вы же знаете, да? Вот деньги просто так вот быстро не увеличиваются в вашей жизни. Если вы назад посмотрите, 5 лет, 10 лет, у вас примерно такой же доход, какой был сейчас. Правда? Что-то он сильно не меняется. Но вот у нее-то получилось же. С 12 тысяч она прыгнула на несколько сот тысяч рублей. Теперь я завтра буду рассказывать ее секрет. Как можно, это все зависит от нашего внутреннего состояния. Как можно притянуть в свою жизнь вот то, что ты хочешь. Есть обязательно какое-то определенное состояние. И вот она в этом состоянии живет. Я ее хорошо знаю. Я с ней много общаюсь. Мы ездим с ней в турне. Но есть система обучения. Создал ее, я уже вначале говорила, Андрей Артурович Шаура, человек, который, серьезно, человек, который в миссии находится. То есть миссия это что? Отдача. Цель это, что такое цель? Это мы хотим получить машину, квартиру, путешествие, там еще кому-то что-то. А миссия это всегда связано с чем? С вашей отдачей. Чего вы хотите отдать миру? И она связана как раз с вашим предназначением. Об этом я буду говорить завтра. Но человек миссии, человек, я его называю носитель добра. Не жалеет себя. Человек, который вот ездит по разным странам, проводит такие обучения. Ну, вот такой вот наш президент. Это наставник очень многих людей. Благодаря ему очень много людей изменили жизнь, я в том числе. Я его очень глубоко уважаю и люблю, потому что человек с огромным сердцем. Он сюда приедет. Вот кто был на встречах, когда приезжал Андрей Артурович? Где-то половина, да, людей. Но скоро в марте, мы сейчас точную дату будем определять, приедет Андрей Артурович с командой лидеров. Скорее всего, Элита, Айгуль, они все приедут. Турушев. Вы понимаете, да, какое событие у нас ожидается? И вот на это событие, если вы позовете много людей будут выходить делиться результатами, доходами, вы очень большой шанс дадите людям. Вы понимаете, да? То есть вот мы готовимся вот к этому большому событию, когда приедет Андрей Артурович. Как только вы присоединяетесь к этой компании, к вам даются конкретные шаги, которых вы делаете, и уже начинаете достигать результатов. Ну, что делать? Принять решение, естественно. Хотите вы это предпринимательство, не хотите, или просто покупаете продукт для себя, это вам решать. Если вы намерены людям нести добро, ну, несите людям вот эту информацию. Но если хотите правильно нести, этому надо учиться. Учиться в Академии «Успех вместе», стать учеником этой академии. Вот потом надо связаться с человеком, который вас сюда пригласил. Возможно, кто-то пришел по моей рекламе, я запускала рекламу на YouTube. Если вы пришли по моей рекламе, подойдите ко мне вот в перерыве, мы переговорим. Надо уже заказ сделать, выполнять рекомендации и начать зарабатывать. Поэтому вот все, что нужно вам сейчас делать, чтобы дальше двигаться, обратиться к человеку, который вам дал эту информацию. Или вы с интернета увидели. Теперь сейчас мы отпустим тех, кто просто интересует их продукт, не интересует шаги, которые нужно делать. Где-то минут 5 мы с вами продолжим чисто шаги. Кто пришел на продукт, партнеры, проводите гостей, быстренько только. И мы продолжим. Сейчас я подключу интернет. Тимура можно, а кто Тимур? Я тут интернет хочу подключить. Можно паузу, либо вообще паузочки, потом заново. Здесь тоже. А, нет. Там что, идет, да? Ага. А здесь идет? Идет. А почему тут идет? Это все равно. Все полностью сохраняется. Да. Мне надо, чтобы кто-то
Я пью. Тимурка! Александр, Нет, вы будете слушать, как надо работать. найди мне этого парня. Завтра будет мы должны научиться этому. Потому что мы в работе друзья. Правда? Вот мой Борис Дмитриевич. Очень приятно. Вы уже принимаете? 4-й месяц принимаю. У него здесь еще аппаратик. Ну, вам лучше же. Нет, конечно, лучше. А друзья почему так не идут? Ну, советчиков тоже много. Девочка, ну, может, выключим, а? Прямой эфир идет, и вы сидите там болтаете. Да, советчиков много. Зато критики Ну и кто-то на одном, кто-то на втором фоне. Да, это тоже самое. В Америке причем никаких моментов не слушаю. Я говорю, слушай, если бы я сам не пил, я бы угорать. Надо немножко начать. Ну да. Я же... Я не сам понимаю, цирк есть. Я же ходить не мог, в принципе. Да, вот прямой вперед и надо пойти в места, где власть не занимает. Надо пойти. Зависит, наверное, мне кажется, так много денег у меня Как же мне объяснили? я не выдержу, мне надо идти.
И все успокоились? Ага, давайте сядьте, занимайте свои места. Так, все, давайте. Так, все, я начинаю. Рассаживаемся. Елена, рассаживайте людей. Так, тут да, нет, да, вентиляция. Так, ну что? Итак, вот сейчас будет выступление, оно посвящено Академии «Успех вместе». Что такое Академия? Там идет трансляция? Ага, идет. Что такое Академия «Успех вместе»? Это образовательная система. Какие шаги нужно делать, чтобы добиться успеха в нашем предпринимательстве? И уже быстро выходить на доход. Академия «Успех вместе» — это вот на данном этапе я очень много искала себе систему в интернете, изучала очень много разных систем в разных компаниях. И чтобы узнать даже, вот как все там устроено, как работает вот эта самая автоматическая система, я даже туда подписывала, сделала заказы, чтобы понять изнутри. Так, люди... Так, скажите, что вы... Дор совсем маленький стал. Ну да. Потом не мешается. Надо все место. Девушки, если хотите, заходите, если нет, то все. Закрываемся, мешаемся. Нет, не надо воздух, чтобы был. Так, ну в следующий раз, я думаю, организаторы вы поняли, да? Это не очень удобная аудитория. Потому что вас очень много. Договаривались на 70, вас очень много. Ну, видите, это же хорошо, когда много. Так, сотрудники.
Так, давайте дальше. Так, внимание сюда. Ага. И было такое, что я для своей компании, где я работала, хотела сделать вот такую систему в интернете. Сконструировали вот сайт, как он должен работать. И мы заплатили 75 тысяч рублей. Это считается очень маленькая оплата, но мы нашли такого программиста, который за 75 нам пообещал сделать, он и сделал. Когда я обращалась к разным программистам, они мне говорили, на это надо 200 тысяч. И причем еще дальше все это продолжать, развивать, все это надо было платить. Поэтому смотрите, когда я увидела, как работает академия, чего туда-сюда бегаете? Я сейчас включу директора школы, вам мало не покажут. Серьезно, у меня 600 детей, вот по струночке ходили 58 учителей. Почему? Потому что, я была очень строгим человеком. Я сейчас такая добрая стала. Благодаря этому? Да не благодаря это, не только. Благодаря моему уму и осознанности. Поэтому вон туалет, если хотите туда, вот, пожалуйста. Сюда выходить смысла нету. Выключите телефоны и спокойно слушайте. Почему? Потому что, когда начинается эта беготня, мы друг другу мешаем. И вот там вот лектора, а не того, кто... Понятно, да? Это вообще неправильно. Поэтому система это очень дорогого стоит. Почему? Потому что она вам быстро поможет двигаться, если вы только будете в системе. 95% интернет-предпринимателей, они не имеют системы. Поэтому, что попало, как попало, это все делается. До 5% людей добивается очень хороших результатов в интернет-предпринимательстве. Вы к какому проценту хотите относиться? 5%. Правильно? И иметь хороший доход, иметь большой бизнес в разных странах, в разных городах. И несколько лет назад у меня была мечта иметь очень хороший бизнес в 15 городах. Но в том проекте я не смогла это сделать, потому что там нету интернет-системы. Как можно делать сейчас бизнес без интернета, я вообще не понимаю. Если вы приходите в компанию, где нет интернет-системы, вам говорят, ты заработаешь миллионы там, или хотя бы 100 тысяч рублей, это неправда. Вы не заработаете там 100 тысяч, вы выйдете только через 2 года. Вам хватит терпения биться 2 года, чтобы выйти на доходы 60. Я вот вышла на доход 60 тысяч рублей только через 2 года работы в компании Бомбей. Хотя я там платина основатель. Понимаете, да? Поэтому сейчас говорить о том, что я круто заработаю денег, но на земле вот так бегаю от одного человека к другому или на телефоне, это нереально. Нужна система. И вот про эту систему сейчас пойдет речь. Почему она эффективная и какое чудо создал Андрей Артурович Шауров. И почему обычные люди, пенсионеры, которые вообще в интернете вообще не в зуб ногой, короче, как говорится, они приходят, учатся и делают. Дальше. Вот про масштабирование как раз я уже сказала, что невозможно в современных условиях говорить о том, что мой бизнес будет без интернета. Даже если вот какой бизнес, да, он именно благодаря интернету развивается. У нас есть салоны, я узнала, молодые девушки, вот делают же, да, реснички, ногти. Они создали, такой салон, знаете, вот где-то, наверное, помещение, как вот это, и вот так кушетки. Для чего? Реснички делать. И там вот так вот подряд столы маникюрные. Они находят клиентов, как вы думаете, где? Только в интернете. Они двигаются через Инстаграм очень грамотно. Я нашла их через Инстаграм, я пошла к ним, я поняла, как у них все организовано, все по часам. Нету такого понятия, как нету клиентов. Заходишь, там всегда битком. Все кушетки заняты, все столы заняты. Это все благодаря чему? Интернет-продвижению. Есть у меня знакомая, которая печет осетинские пироги. Как вы думаете, она продает? Только через интернет, через Инстаграм. Поэтому наш-то бизнес это интернет-бизнес, чистый интернет-бизнес. Поехали. Итак, система состоит из разных элементов, да?
из нескольких элементов. И когда вот эти элементы согласованно, вы начинаете двигаться, то есть крутить каждую из этих шестеренок в определенном направлении, тогда система пошла. И она начинает давать результаты. Но вот если вы все эти шестеренки начнете крутить правильно, то тогда выход будет хороший, да? А если вы только одну крутите, вот тяжело же, да, все это раскрутить, правда? Поэтому смысл-то в чем? Вот те шаги, которые я сейчас буду давать, вам надо их понять, принять и начать делать. Итак, формула успеха в нашем бизнесе какая? Вы должны прийти в бизнес благодаря системе. Благодаря системе вы должны достигнуть результата. И по такому же принципу ваши партнеры должны прийти в бизнес благодаря системе и благодаря системе достигнуть результата. И вот так вот, когда один за другим пойдет, естественно, у вас пойдет очень мощный товарооборот. И компания вам будет платить деньги от чего? От товарооборота, который делает ваша структура. Есть Академия «Успех вместе». Это специальный сайт, на котором идет и обучение, и который вам помогает фиксировать тех людей, которые заинтересовались вашим предложением, которые вы будете делать в соцсетях. Я сейчас буду объяснять, как делать в соцсетях, по какому принципу. То есть уже чисто такое обучение пойдет, да? Будьте внимательны, вытаскивайте свои блокноты, ручки. Вот Андрей Артурович Шаура, количество приглашенных в первые линии 7800 с лишним человек. И он это сделал благодаря чему? Благодаря этой системе, через интернет. И огромное количество из этих людей являются клиентами, партнерами. Понятно, да? То есть вот в нашей системе есть так называемый рейтинг. Вы можете зайти, посмотреть рейтинг, у кого сколько приглашенных. Понятно? Ага. Итак, две составляющие системы есть. Первая – это техническая часть. Я называю ее внешней частью. Внешняя функция. Да? И есть человеческая часть системы, которая меняет нас изнутри. Меняет наши установки, меняет наши убеждения. И вот этим эта система, она очень сильна. Вот когда приедет Андрей Артурович Шаура, будет проводить семинар, он больше времени уделяет, как вы думаете, какой из этих частей? Человеческой, конечно. Внутренней, человеческой части. Как меняться внутри, как менять мышление, потому что вот ваши доходы, они чисто зависят от вашего внутреннего состояния. Вообще не зависит от того, сколько вы работаете, вы понимаете? Потому что я вам открою сейчас секрет завтрашнего дня. Деньги идут всегда не снаружи, из самого себя, изнутри идут деньги. Как это вот расширится, как позволить себе иметь больше, об этом будет дальше речь. Об этом говорит Андрей Артурович. Понимаете, как менять мышление, какие действия нужно делать, чтобы измениться изнутри, чтобы изменилась ваша реальность. Я тоже об этом немножко буду говорить сегодня, но большая часть когда будет? Сейчас мы будем говорить чисто о шагах, о внешности. Итак, что такое авторобот? Вот это вот техническая часть. Это есть сайт Авторобот. Ну, теперь давайте разберем, что такое авторобот. Робот это что? Это механизм какой-то, да, который заменяет кого? Человека. То есть вот этот сайт заменяет кого? Человека. Кого? Вас. То есть он будет давать людям информацию. Угу. Люди будут интересоваться. Кто заинтересуется, они подписываются на Академию, то есть по вашей ссылке. И вы на своей странице будете видеть. Вот я сейчас покажу свою страницу. Будете видеть, кто заинтересовался, подписался. Вот недавно девушка подписалась. Я что делаю? Имею технологию, то есть первое сообщение, какое должно быть мое, это все расписано. Вот в моей группе я там полностью закинула. Все какие скрипты, что вы должны написать,
на каком этапе должны вы отправить голосовое сообщение. Вплоть до этого расписано. Понятно, да? Почему голосовое на определенном этапе надо? Потому что голосовое вызывает больше доверия, да? Поэтому вот все тут расписано. И этот сайт Авторобот что делает? Подключает вам партнеров на автопилоте, обучает партнеров на автопилоте, мотивирует, управляет партнерами на автопилоте, помогает партнерам находить и подключить себе партнеров на автопилоте. Вот это вот функция Авторобот. Потому что сейчас очень много механизмов делается роботами. Даже появился робот да Винчи, слышали, да? Это хирург-робот. Даже хирурги появились роботы, которые заменяют человека. Поэтому иметь авторобота, как вы думаете, выгодно? Или самому вот так бегать? Выгодно. И самая мысль-то в чем? Надо его что сделать? Правильно настроить. И вот как его правильно настроить, какие действия нужно делать, я сейчас буду рассказывать. Теперь, вот как управляет авторобот большой организации, которую вы создали? Вот, например, я свой пример расскажу. В Якутии есть группа. Вот, ну, в моей структуре есть в Якутии группы. В разных городах есть. И вот 16 декабря, по-моему, у нас должно было состояться большое событие общего такого масштаба в Иркутске. Арт-завод Доренберг, это такой шикарный зал, короче, там много со всех разных стран, все должны были приехать, все приехали. И я понимаю, что едут несколько человек из Якутска с нашей группы. А я же им не говорила, не звонила, говорила, выезжайте. А кто это сделал? Робот за меня. Сайт. За меня сделала это, лучше так сказать, Академия сделала. Потому что в Академии ежедневно идут трансляции. Человек это заходит, слышит и принимает решение ехать туда на большое событие. Классно, да, управляет? Мотивирует на автопилоте. Это очень-очень здорово, это очень сильно помогает. И поэтому вот я 9 лет работала в той компании. У меня не было бизнеса в разных городах. Был бизнес в районах республики, которые я могла что делать? Объехать. Сейчас бизнес во многих городах. Почему? Благодаря именно системе. И благодаря именно интернету. Поэтому у вас в руках сейчас уникальная возможность. Как работает авторобот? Сейчас я вам объясню. И я объясню, как вести Инстаграм. Инстаграм вы будете вести... Вот основа будет Инстаграм. И все заметки, которые будете делать в Инстаграме, вы будете копировать и делать их в других соцсетях. ВКонтакте, Фейсбуке, где еще? В Одноклассниках. Понятно, да? Поэтому давайте мы сейчас посмотрим, что такое авторобот. Итак, посмотрите, вот это сайт, моя страничка Академии. Вот тут написано Жаргалма Муханаева, да? У вас будет своя страничка, вы регистрируетесь по ссылке, которая вам даст человек, который вас пригласил. Понятно, да? Теперь, вот если я зайду в приглашенные, тут есть вот приглашенные мои. Тут много их. Раньше, когда я начала бизнес, я же вообще не понимала, как это через интернет. Я в основном строила где, как вы думаете? На земле строила обычными методами, но все равно всех подключала куда. Ваша задача на земле строить смысл вообще информации, которую вы даете людям, она знаете в чем? Вы просто так поговорили с человеком, да, в Якутске, вот в своем городе. Ваша задача, самая первая и самое главное, если вы хотите, чтобы этот человек дальше обучался, развивался, начал зарабатывать, первое и главное действие, которое от вас требуется, подключить его куда? В академию. Все. Кто в академии, кто, они никуда не уйдут. Будь то они там в другой стране, они даже не уйдут. Понимаете? А если они не в академии, такие люди меня уже давно ушли. Понятно? Хотя говорили, о, я тут заработаю, там буду делать и так далее. Но те, кто в академии, они дальше продолжают обучаться и зарабатывать деньги. Понятно? И вот первое главное действие какое? Подключить к академии. Дать свою ссылку, сказать, ты зарегистрируйся,
И лучше оплатить сразу академию. Месяц его стоит 400 рублей. Вот наш сайт стоил 75 рублей, да, для примера? Или 400 рублей. Год стоит 3200, полгода стоит 1800, и 3 месяца стоит 1000 рублей. Но здесь есть тоже система заработка. Вот у меня тут мало денег, но было много, я что делаю? Вот человек говорит, я хочу оплатить академию, я говорю, ну давай я тебе оплачу. Я могу оплатить академию кому-то из партнеров, указав там в определенной графе электронную его почту, а он мне дает эти деньги наличкой, например. Понятно? То есть тут было много, осталось сейчас 160. Раз в месяц идет такая индексация, потому что с первой и второй линии, кто у вас подключается и оплачивает, с каждого месяца идет 40 рублей с человека. Понятно? Поэтому здесь много тысяч набирается. Вот так тоже. И я академию теперь со своих денег не оплачиваю. Но оплаченная академия, она какие выгоды имеет? Я тоже допускала такую ошибку. Я месяц оплатила, а потом забыла. А ссылку-то я сохранила же. И эту ссылку даю людям. И когда люди заходят по этой академии, когда нажимают менеджер, они выходят на кого? На вышестоящего. Потому что моя академия не оплачена. Поэтому не допускайте такую глупость. Да? И вот у меня мой менеджер Андрей Шауров. Потому что я лично в первой линии нахожусь. Я сама нашла ссылку Андрея Шаура, подписалась, вы понимаете, да, как это делается. И вот в интернете самое интересное, люди приходят к вам сами. Но это требует времени. Вы не думайте, что вы два поста сделали, да, заметки в соцсетях, и вам так народ повалил. И что, кого вы начали там всех подписать? Такого не бывает. Недавно я Николаю говорю, Николай, смотри, говорю, у меня люди пошли с интернета. Только в прошлом месяце. Активно пошли. Были, конечно, 1-2, вот такие, как Максим, там были. 1-2 месяца и так далее. А прямо вот так вот хорошо пошли вот в конце года, в январе. И знаете, он мне сказал, ну, значит, ты где-то полгода назад начала делать правильные действия в интернете. И тут я вспоминаю, что именно после своего дня рождения, 16 июня, я приняла решение делать именно все по системе 6 кадров. Вот эту систему 6 кадров, в каком порядке вы будете делать посты в интернете, там ничего сложного нет. Я решила это делать в июне. А начала бизнес когда? В декабре. Вот декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. Вот 6 месяцев я что-то там делала не то, что надо в интернете. Да, я строила бизнес, да, я зарабатывала какие-то деньги. Но люди пошли только-только, вы понимаете? Поэтому бизнес в интернете, он какой? Требует терпения. И вот кто-то говорит, я построю бизнес в интернете, но если вы хотите только через интернет строить, ваши действия должны быть намного быстрее. Ни одна заметка. Там должно быть их сколько? Хотя бы 3 в день. И причем по особой системе, по особому распорядку. Что попало, когда будете делать, это не работает. Понятно? Поэтому у меня было принято решение 1 пост в неделю. Я в неделю говорю в день. И вот такая скорость, 6 месяцев. Понятно? И причем еще при всем при том, что надо было развивать YouTube-канал, я начала его развивать и сразу почувствовала интерес людей ко мне, к моей персоне. Потому что в интернете вы должны выстроить личный бренд. То есть вы должны стать притягательной личностью. Люди должны что делать? Хотеть вас читать, смотреть. Понятно, да? Только тогда. А если кто-то постит только результаты, только до и после фотки, таким людям никто не идет. И делая заметки только по продукту, вы не сможете построить бизнес. Люди идут на людей, на человека идут. Недавно я проводила обучение в Улан-Удэ, и пришли две девушки, которые, уже такие серьезные дамы, которые уже, пришли, вот сейчас решили делать бизнес. Я при всех их спрашиваю, вы сколько за мной наблюдаете? Она говорит, я год за вами наблюдаю. Другая говорит, вы сколько за мной наблюдаете? Она говорит,
Я 6 месяцев за вами наблюдаю. Вот так будет, понятно, да? Ну а если вы перестали писать заметки, человек подумает, что все зубы. Конец фильма. Однако с ней покончено. Да. Поэтому не переставайте это делать, прямо как закон себе. 3 заметки в день, как хотите, или 1 заметку в день, в зависимости от того, как хотите двигаться. Итак, когда вы оплатите академию, у вас появится вот такое меню. А когда не оплаченное, там немножко другое меню. Угу. У вас ссылок не будет. Вот, например, я нажму «Мои ссылки». Вот здесь несколько ссылок. Вот главная ссылка моя, вот первая. Вот эту ссылку я копирую и могу отправить в WhatsApp, в Viber, в любом другом мессенджере, в любых других социальных сетях своим знакомым. Угу. Могу это сделать? Могу. Есть еще ссылка, которая приглашает гостей на конференцию. Так, это находится вот здесь, вот в настройках. И здесь, когда вы прокручиваете, будет такая длинная ссылка. Это ссылка, при помощи которой вы можете пригласить людей на трансляцию. Понятно, да? Что значит пригласить людей на трансляцию? Вы отправляете эту ссылку, говорите: дорогая, зайди, пожалуйста, сейчас по этой ссылке. Там будет идти презентация, ты ее послушай, а после этого мы с тобой поговорим. Можно так? То есть, если вы пока совсем не понимаете этот бизнес, не можете нормально рассказать, люди что делают? Учатся долго, что-то начинают разбираться, потом только идут люди. А здесь почему быстро-то? Потому что вы можете подключить людей к трансляции, где говорит спикер. А спикер – это опытный человек, который уже зарабатывает хорошие деньги. Вы понимаете, да? В чем преимущество? Не надо здесь самому рассказывать. Здесь наша задача что делать? Подключить людей к трансляции. Вот такая ссылка есть. Теперь давайте мы посмотрим вот этот самый Инстаграм, концепцию 6 кадров. Как это делается? Вот если вы сейчас посмотрите, вот 6 кадров. Угу. 6 картинок. Ну, вот я сейчас тут буду рисовать. Кто-то это делает сразу, а кто-то мудрит, думает так: ну, я буду по-своему делать, вот, ну, как знаю, да? Но эту концепцию разработал Андрей Артурович Шаура, и благодаря ей построил огромную организацию. Вы понимаете? Поэтому, если мы будем этому следовать, значит, у нас тоже должно получиться. Итак, я вот отсюда начну. Вот первый кадр. Вот он, где я с Андреем Артуровичем. Угу. Это заметка, знаете про что? Про моего наставника. Угу. Про себя. Минуточку, можно? Кто взял залог от общего туалета, верните, а там это ругает сюжет. Ключ? Не ключ, а сам замок. Ключ, видимо, там оставили. Кто-то из этой аудитории говорит. Нету никого, да? У нас туалет свой. Нет, именно парикмахерской взяли, говорит, и замок кто-то взял. Ну, значит, здесь нету. Взяли и ушли, да. Ну, например, это вот заметка про личность мою. Что я делаю, чем я занимаюсь. Это вот просто про меня. Вот тут я написала: с 12 января в новом 2019 году началось мое турне. В Забайкальском крае я была, в Чите, в Ангарске, в Иркутске, в Усолье-Сибирском, сейчас Якутск. На следующей неделе, 9-10 февраля, я буду выступать в Красноярске. Вот такое турне. И вот эти действия, они благодаря чему? Наставлению моего наставника, рекомендации наставника. Когда я только начала бизнес, он сказал: ты выходи из Улан-Удэ, начинай по городам ездить. Есть же знакомые, начни там работать. Ищи через интернет. Понятно, да? Поэтому вот такой простенький пост написала. Это заметка про личность. Следующее. Вот, следующее идет. Это заметка, просто написала: прошла очередная городская встреча в Улан-Удэ. Полный зал. Скоро запуск новых продуктов. Впереди невероятный рост. Присоединяйтесь там, ну и так далее. То есть очень простенький такой, что я делаю. Если вы ходили
сходили в театр, какой-то музей, где-то были, вы про это просто делаете фотографии хорошие, да? Ну, здесь нужен хороший инструмент. Это что? Ваш телефон, ваш смартфон. Чтобы была память нормальная. Не надо брать телефон новый, где 32 гигабайта память внутренняя. Берите, ну, не знаю, 128, хотя бы 64, чтобы была хорошая камера. У нас вообще корпоративная марка телефонов это Samsung S9. Сейчас в марте, говорят, появляется Samsung S10, да, который гнется. Там какая-то крутая камера будет и все такое. Понятно. Значит, первая заметка про что? Про вашу личность, где вы были, что делаете, про семью, про наставника. Второе то же самое. И третья заметка, это про что, как вы думаете? Это про Николая Турышева, про его доход, про доход. Результат, можно так, результат по доходу. Третье, ага. Да если вы послушаете, где? Там это включите, пожалуйста. Сейчас заорет, наверное, да? По найму, путешествую по миру за последние 14 дней, заработал более 25 тысяч долларов. Также позволил себе купить новый автомобиль марки BMW с салона. Рекомендую. Николай Турышев, Россия, город Улан-Удэ. Это где-то вот в Инстаграме ролики какой длины? Минута, да? Больше минуты оно не берет. Вот я из общего фильма нашего вырезала вот эти ролики, что сделала? Вставил. И здесь есть стандартный текст. Вот смотрите. Он начинается как: вы спрашивали, сколько зарабатывают наши партнеры. Знакомьтесь, ученик Академии «Успех вместе», там Николай Турышев и так далее, так далее, так далее. Я о нем немножко написала, и дальше полностью стандартный текст. Вот этот текст вы можете взять где? Где его находить-то? У меня, у других лидеров, вообще у других партнеров. То есть разрешается брать этот текст. Вот этот текст составлен на основе науки, которая называется копирайтинг. Слышали, да, что это такое? Это наука о продающих текстах. Как писать продающие тексты. Вот это так написано. Поэтому вначале, пока вы не знаете, как правильно писать продающие тексты, вы должны что, просто копировать. Как вы думаете, это сложно делать? Найти результат по доходу любого человека. Текст взять и запостить. Сложно? Не сложно. Дальше. Следующее. Но тут у меня реклама пошла. Что же тут про личность? Например, что я тут делаю? Вот моя реклама на Якутск. Доброе время, дорогие друзья. 2-3 февраля проведу живую встречу, тренинг в Якутске. Это я про свою деятельность пишу, да? Дальше. Дальше. Вот здесь вот что, как вы думаете? Тоже личность. Вот здесь я написала пост про окружение наше. Что значит окружение? Ну, вообще-то окружение решает все. Вот. Дверь закроем. Ну, идите, делайте объявление. Может, увидите, кто-то сумку затолкал и вот замок. А туалета, извините, здравствуйте, кто забрал замок? Спрашивали уже. Замок туалета маленький, черный. Половина уже ушла. Мы даже не знаем, где. Ну что, я половину, значит, если половина ушла, значит, они забрали замок с собой? А зачем им замок? Зачем им замок? Ну, забыли, положили, что бывает. Так, ну здесь ни у кого нету. Придется тебе за замком сидеть, скинемся. И что потом все будут? Как А мы что, виноваты, что мы туалет не видели? Ну ладно, это проблема пусть с организаторами решают, вы не наши. У нас время получили, не мешайте. Так, все.
У нас время уплочено, не мешайте нам. Женщина в красном где-то. Где красные? Вот женщина в красном. Вот вы в красном. Они туда вообще не ходили. Ну все, давайте продолжим. Вот в красном организатор же был. Нету, сказали вам, девушка. Так, все, смотрим сюда. У нас время тоже тут ограничено. Это понятно, да? Вот тут я написала пост про окружение, ну, свои мысли, что окружение надо фильтровать. Вот я вам такое правило скажу, вот самые важные правила увеличения доходов. Вы хотите увеличить доходы? Да. Ну, поднимите руку. Все хотят больше денег. Самое главное условие больших денег – это поменять окружение. Есть такой эксперимент. Если человек будет общаться, вот, например, вас поместить в окружение людей, да, пусть будет 5 человек, с которыми вы будете общаться, и они будут иметь доход где-то 2 миллиона рублей в месяц. Вот через 2 года вы тоже будете иметь доход 2 миллиона рублей в месяц. Это доказано. Значит, и решает что? Окружение. И вот про этот пост вы тоже можете зайти ко мне прочитать. Завтра особенно, подробно я вот это буду объяснять, почему. Почему это происходит и чем помогает нам Академия. Вы придете сейчас в Якутск, здесь миллионеров много, наверное, да? Вы придете и скажете, ты, общайся со мной. Я хочу с тобой общаться. Я тоже хочу иметь хороший доход. Вы что получите, интересно? Ответ. Ну, нафига ты мне сдался, да? Но вот здесь, в Академии, вы имеете возможность общаться с миллионерами каждый вечер. Узнавать их. Что такое, Любовь Ивановна? Узнавать их стратегии жизни. Чем они руководствуются, как они мыслят. Поэтому вот почему Академии быстро люди вырастают в доходах, да? Потому что они что? Общаются со стратегией миллионеров. Понятно? Поэтому вот я сделала небольшое отступление. Вот вы можете писать вот разного рода такие вещи. И как вы думаете, вот следующая, последняя заметка про что? Результат по продукту. Это 6-й. Теперь очередно вспомнили, да? Поняли? Личность, результат по доходу, личность, результат по продукту. Основная сложность в чем? Как вы думаете? Вот это у вас везде есть в интернете. Александр, что ты тут встал? И так тут тесно, ё-моё. Вот смотрите, это Саатбек Батабаев из города Бишкек, врач. Батабеков, город Бишкек, Кыргызстан. Благодаря рекомендации Академии, получая эти продукты, Акселер 8 или 8, получил шикарный результат по здоровью. Перенес острый обширный инфаркт миокарда, сердечный приступ, беспокоил в течение дня несколько раз, принимал несколько раз нитроглицерин. Получая эти продукты, у меня приступы прошли. Также у моей мамы была болезнь Паркинсона, которой она страдала в течение нескольких лет. Получая эти продукты, она получила шикарный результат, купировала все симптомы болезни Паркинсона. Я как врач всем советую принимать этот продукт. Этот продукт для нас необходим. Советую. Понятно, да? Такой ролик скачали, у меня можете, везде в интернете его очень много, разных историй очень много. Скачали и положили, но сюда вы тоже пишете текст, который уже составлен. Он составлен на основе копирайтинга, на основе науки о продающих текстах. Вы понимаете, да? То есть это называется контент-план. Вы можете эти 3 заметки делать ежедневно. Утром, днем, вечером. Угу. Следующий день, утром, днем, вечером. И вот когда одна из мастеров, Андрей Артурович говорит, когда эти картинки станут где-то больше 100, у вас начнется входящий трафик, входящий поток заявок. Понятно? Но до этого времени надо делать это. Каждый день. Сложно, нет? Можете это на 6 дней растянуть, можете на 2 дня.
То есть все зависит от вас, как быстро хотите достичь результата. Самая главная сложность, люди мне говорят, партнеры, что писать-то вот тут-то? Вот тут-то понятно, оно есть везде в интернете. Я скачал с помощью разных приложений, которые качают видео из Инстаграм. Это скопировал в текст и вставил. А здесь ты что я должна писать? И потом говорят, ой, я не люблю фотографироваться. А в чем тут дело-то? В самом человеке нету принятия себя. Я когда начинала писать в интернете, но не в этом бизнесе, я писала различные статьи по развитию. Там, в 16-м году я начала это делать, знаете, я постила картинки из интернета, потому что не могла себя сфотать. Потому что не могла, и все. Не принимала, называется. А сейчас, если мой Инстаграм посмотрите, там сплошная я. То есть можно так поменяться, да? Надо, значит, делаем. Все. И когда вы в разных ситуациях, в разных аудиториях все время делаете фотографии, вы можете сейчас сделать фотографии, да? Короткое видео, сказать, вот у нас идет там тренинг в городе Якутск, я обучаюсь. Вот и все. И размещаете его. Картинка 6 кадров, понятно? И весь смысл этого бизнеса, то есть исходящего контента, исходящей информации, он в чем заключается? В том, что вы вот это делаете все время. Хотите быстро, значит больше. Но именно в такой последовательности. Когда вы в такой последовательности все это делаете, люди начинают что делать? Вами интересоваться. Ну вот послушные ученики. Молодцы. Так, теперь открываете Одноклассники, ту же самую заметку размещаете в Одноклассниках, ту же самую заметку размещаете где? ВКонтакте, и то же самое тоже в Фейсбуке. Мне что-то Фейсбук закрыт. Понятно, да? Теперь, как же к нам придут люди-то? Все, не отвлекайте. Как же к нам придут люди-то? Интересно? Вот вы делаете эти заметки, да? Каким-то образом вы же должны понять, кто интересуется и кто решил присоединиться, да? Для этого существуют ссылки. Вот теперь смотрите, есть так называемый профиль, вот он. Вот где описано, да, мое имя и профиль. Вот в этом профиле вы должны написать, кто вы такой и чем можете быть полезны кому? Людям. Угу. И тут есть вот такая ссылка. Ссылка топ-линк. Теперь, я, например, вот убрала вчерашний анонс. Я вчера написала, у нас трансляция была во сколько вчера? Час 30. Кто смотрел? В час 30 по Якутску, да? 12:30 по ЛНД. Мы, естественно, его слушали. И я обычно делаю за несколько часов заметку в Инстаграм. Делаю каким образом? Я размещаю фотографии того лектора, который будет, спикера, который будет выступать в академии. Если есть фотографии с ним или с ней, я обязательно размещаю. И приглашаю людей на что? На эту трансляцию. И туда пишу обязательно: заходи, активная ссылка в профиле. И когда человек вот профиль нажимает, смотрите, тогда выхожу я, тут вход на обучение, жми. То есть вы должны тут написать какой-то призыв, и чтобы в действии был. Вход на обучение, жми. Когда он на это нажимает, он попадает на конференцию. Понятно? На прямой эфир. Но пока сегодня нету сейчас, да, прямого эфира, здесь выходит такое окошко «Создать аккаунт». Когда человек нажимает «Создать аккаунт», у него выходит такая вот анкета. Он его заполняет. И когда он его заполняет, я его у себя уже вижу в приглашенных. Понятно? Там его есть все контакты, телефон, электронная почта. И вот этот последний человек, который я разговариваю, Дарья Хахалова из Улан-Удэ, я ее не знаю. Я ей написала. Вот ее номер, я ей написала в WhatsApp или Viber, не помню. Здравствуйте, Дарья, вы подписались ко мне по моей ссылке в академию. Вас что интересует больше, доход или продукт? Бизнес-возможность или продукт?
Я услышала ответ, она сразу ответила. Меня интересует бизнес-возможность. Все, я понимаю, человек настроен на что? На то, чтобы делать этот бизнес. Я отправляю ей шаг 1. Один – это регистрация в компании Биопик. Свою ссылку в Биопик. Вот сейчас у нас пока этот шаг, потому что буквально вчера я разговаривала с ней. Понятно, да? Сейчас я буду писать ей следующий шаг. Потом она будет мне... Вот эти шаги сейчас я буду все объяснять. Понятно, да? То есть вы принцип поняли? Как вы получаете входящих заявки от людей? Причем это же вот в обычных компаниях вы идете, надоедаете людям. Угу. Ну давай, говорим, ну надо делать, короче, ну что ты, что не хочешь зарабатывать, что ли? То есть уйма энергии у вас уходит туда. На то, чтобы убедить этого человека, который нахер ему не... На то, чтобы убедить этого человека, который нахер ему не нужны ни деньги, ни здоровье, ничего не надо. Человек выбрал страдать. Но вы его задолбались вытаскивать. Нельзя вытащить бегемота из болота. Вы знаете такое правило? Я своим говорю, если у вас есть такие бегемоты, но оставляйте их, им не надо. Вот лошадь, если не хочет пить, вы завели его в реку, вы заставите его выпить воды? Нет, конечно. Нет, конечно. Вам нужна лошадь, которая хочет пить? Вот и все. А вот в интернете-то приходят люди, которые... Они же сами приняли решение присоединиться к вам. Но в первое время, конечно, вот такого потока, если нет, вы делаете двумя веслами, гребете. Это значит офлайн, то есть на земле. Рот открываем и разговариваем. Есть же правило, да, у сетевиков такое. Хочешь, чтобы были кошелек полный, открывай рот. Вот и все. Открываешь рот, рассказываешь. Но здесь, видите, вот чем уникален этот бизнес? Тем, что есть такие продукты. Вот вы получили классный результат. Да? Вот девушка выходила, рассказывала про отца, который после инсульта на диализе и получил вот такой вот результат. Вот так вот можно молчать? Вас как зовут? Валентина. Валентина, вы будете молчать об этом? Да, вот отец мой выздоровел, я и все, больше никому не скажу. Обычно наша природа такая. Вы купили вкусный торт, вы говорите, иди купи этот торт. Вы иногда мусорную эту заходите, там люди спрашивают по телефону, что делаешь, торт кушаешь, вкусный, а какой это торт? Ну-ка посмотрю, да? Мы же туда даже заходим, смотрим, мы где это, как называется и так далее. Поэтому человек, он всегда рекомендует что-либо. Поэтому рекомендуйте эти продукты, вы принесете людям здоровье. Вот в чем вся фишка. Поэтому, вот принцип понятен? Понятен. И вот кто не в интернете, кто вообще туда не... Вы думаете, боже, как его этот бизнес сделал? Да, есть такое? Ну, более-менее молодые товарищи, вы, я бы смогла, там сидите, да, я бы смог. Особенно молодежь, где вы в Инстаграме, вы уже привыкли там селфиться и так далее. Вы легко это будете делать. А кто вот моего возраста, которые вообще, вот у меня одноклассники, да, их вообще в соцсетях нет. Я одна там, по-моему, в соцсетях. Из 20 человек одноклассников. Есть там, никаких постов, ничего нет, редко какая фотография выйдет на свадьбе где-нибудь, на юбилее, вот и все. А мы делаем бизнес в интернете, понимаете, да? Так. Но медведи же учат на велосипеде кататься. А вас можно научить? Вам научиться. Теперь есть такая установка у многих людей. Люди говорят, вот мне пишут тоже некоторые люди, но вот мне не помогают. Мне не помогают мои наставники, поэтому возьмите меня. Я говорю им следующую фразу. Если у вас есть установка, что вы будете успешны только при условии, если вам помогут, ответственность на ком? На другом человеке. Когда у вас ответственность на другом человеке, никогда не будет успеха. Вы меня поняли? Вот состояние жертвы и состояние Творца я буду говорить завтра. Что значит быть в жертве? Это значит всю ответственность свою раздать всем подряд?
Итак, говорить, вот если бы ты, вот я какая была раньше, я говорила, муж мне говорил, ты же сделал эти все кредиты. Я ему говорил, если ты больше зарабатывал, я бы не делал. То есть я не понимала, что долги-то у меня откуда идут. Изнутри. А когда я разобралась, нет этих долгов. Классно, да? Вот об этой истории я расскажу. Так, теперь идем дальше по презентации. В концепции 6 кадров рассказала, как вести Инстаграм рассказала, точно так же во всех соцсетях делать рассказала. Примерное представление появилось? А? Появилось. Все, шаги пошли. И на этом мы закончим. Я буду говорить сейчас быстро, времени у нас не так много. Итак, нулевой шаг. Что такое нулевой шаг? Шаг, который должен, то есть действие, в нулевой шаг входит действие, которое вы должны делать как предприниматель. Понятно? Как интернет-предприниматель. Понятно? Понятно. Поехали. Что мы должны делать как интернет-предприниматель? Первое важное условие для вашего успеха – это посещать академию. Что там? Давайте я увеличу. Посещать академию каждый день. 7 раз в неделю выполнять все рекомендации наставника. Но у вас разница с Москвой сколько часов? 6 часов. И у вас ночные, поздние трансляции идут 1:30. Час 30 это заканчивается в 3. Я легла вчера в 4 часу. Ну, я привыкла так жить. Но у кого работают с утра, да, например, вы должны идти на работу. Вы должны спать. Но многие как делают так? Чтобы быть на трансляции, они засыпают пораньше, ставят будильник на 1:30, встают, слушают и обратно дальше спят. Благо у нас есть фиолетовые и белые капсулы. То есть спится нормально, засыпается хорошо. Но у нас есть архив. Есть архив, вы в архиве можете посмотреть любую трансляцию, которую вы пропустили. Поэтому те, кто не любители ночных таких посиделок, они утром встают и включают. Пока по дому что-то делаешь, пока глаза красишь, пока макияж, пока то все, ты успеваешь достаточно, практически всю трансляцию прослушать. Нормально? Нормально. Поэтому, почему нужно, теперь вопрос самый главный, да нафига мне каждый день люди говорят? И некоторые говорят, да там же одно и то же. Вот смотрите, я вам расскажу такую правду. Если вам слышится одно и то же, значит вы не меняетесь. Вы прежний. Если вы развиваетесь, вы каждый раз будете открывать что-то новое. Это раз. Теперь, давайте вот такую схемку разберем. Вот у вас есть определенный доход у каждого, да? Давайте возьмем средний доход по Якутску. Это сколько? Давайте говорите, сколько тысяч в месяц? 70. Официально 70? Это у врачей, видимо. Нет, это по республике официально. По республике написали Вы такое. вообще хорошо живете. Но это не так. Почему? Потому что я же уже не первый раз в Якутске, я где-то раз 7-й раз, наверное. Я же общаюсь со многими людьми. Они говорят, кто-то говорит, получает 25. Я говорю, как вы живете на 25 в Якутске? Ё-моё. Даже 15 тысяч? Да. Ну, ладно, пусть будет 30. Ага. Вот у вас есть результат в жизни по доходу. У нас есть несколько областей жизни. Да? У нас есть финансовая область, то есть те деньги, которые к вам приходят каждый месяц. У вас есть отношения, у вас есть здоровье, ваше тело, да? Хотя бы вот эти 3 основные области. И где-то есть успех, где-то нету. Так? Если в отношениях все хорошо, в деньгах, допустим, не очень. Или наоборот бывает как? В деньгах плохо начинается, отношения начинают портиться. Потому что, не зарабатываем столько, сколько хотели, и начинается между мужем и женой что? Не очень хорошие, трения, так сказать. Вот результат, допустим, 25 тысяч рублей. 30 же я сказала. Вот 30 тысяч рублей доход. Любой результат вашей жизни получается благодаря тому, что вы что-то делаете, да? То есть как мы этот этап назовем здесь?
Действие. Вы что-то делаете, вы получаете результат. Теперь вопрос. А откуда действия берутся-то? С головы. Правильно. Вы подумали о чем-то и что-то делаете. Вот это подумали, это, конечно, просто. Все зависит от вашего состояния. Состояние. У вас определенное состояние, у вас определенные мысли, чувства, эмоции, и в результате вы что-то делаете. Понятно, да? Что-то сделали, получили результат. И вот что такое состояние? Это ваши мысли, эмоции, чувства. Нет, там Дора стоит. Ага. Теперь понятно? Откуда мы действуем? Мы что-то о чем-то подумали, что-то почувствовали, так? И что-то сделали, получили что-то. Это я в очень обширном варианте рассматриваю. Но я теперь задам вопрос, откуда мысли? Есть понятие установки. А что такое установки-то? Вот кто понимает, да, что это такое, вы знаете. А кто-то же не понимает вообще, откуда я действую, откуда у меня мысли появляются. Вот есть такое, я вам скажу сейчас, просто объясню. Вы едете в такси со своим знакомым, ну вот два пассажира. И ваше такси врезается в впереди идущую машину. И вот у двух разных людей, которые сидели сзади, совершенно разные реакции. Совершенно разные мысли, эмоции и чувства. Одна вышла, говорит, слава Богу, что живы остались, нам хорошо, что все так обошлось. Другая начинает негативить, говорит, ну вечно я куда-то попадаю, и опять опоздала, блин, всегда со мной так, ла-ла-ла-ла-ла, и вот это вот. Теперь я задаю вопрос, откуда, событие-то одно и то же, но откуда это вот разные реакции? От ваших убеждений, от ваших установок и от ваших закоренившихся моделей поведения. А это все находится у нас в подсознании, то есть в неосознаваемой части. Понятно? То есть это все от установок, убеждений и так далее. Модели поведения, привычки. Все это вот отсюда. Это все находится где? В подсознании. Теперь, что же дает Академия? Она меняет ваши установки, если при условии вы каждый день туда заходите. Вот вы имеете 30 тысяч рублей ровно потому, что вы себе так разрешили. У вас есть установка иметь 30 тысяч. Но никак не 100. Или 200, или миллион. Для вас миллион это ненормально. Это я ненормальная буду, если я буду зарабатывать миллион. Когда вот такая есть, да, установка, вы никогда не будете зарабатывать миллион. Вы поняли? То есть все зависит от того, что у нас тут в подсознании. И вот завтра-то я буду объяснять это. Хотите поменять мышление в плане вот подсознания, как найти и как это меняется еще. Но когда вы в Академии, каждый день, и вот это есть такая стена, такая толстая стена между сознанием и подсознанием. Вот эта стена, она что делается? Пробиваться начинает. Но это при условии ежедневной трансформации себя. Вот последний раз, когда приехал, вот Максим тут спрятался, он вышел и сказал, наконец-то я нашел систему ежедневной трансформации себя в виде Академии «Успех вместе». Понятно? А если вы через раз ходите, вот это произойдет? Нет. Нет, не произойдет. Вы даже вы не будете осознавать, что там поменялось, но у вас все начнет меняться. Тело меняться, внешний вид меняться, доходы меняться. Отношения между вами и вашими близкими тоже начнут меняться. Почему? Потому что там вам выдают все время стратегии, другие стратегии мышления, нежели в которых вы жили до сих пор. Вы меня поняли? Поэтому давайте пойдем от обратного. Академия помогает менять что? Вот это. Может, вы даже не будете осознавать, но вы будете меняться. Почему? Потому что каждый день вам показывает Ивана Вовка.
Первый раз, ой, что-то много он зарабатывает. Наверное, я так не смогу. В следующий раз что думаете? Так, ну-ка, что он там делал, интересно. Начинаете находить его в Ютубе, слушать его, возможно. Потом находите Андрея Артуровича, слушайте его все видео. Я так сделала. Я неделю слушала его, вообще не отрываясь. Потом вот всех лидеров, Айгуль Газезова, Элита Мустафа, у них YouTube-каналы очень хорошие, там очень много материалов. Слушайте. Потом вы начинаете допускать. Так я тоже, наверное, смогу-то. Как только вы это допустили, вы что сделали? Вот эту шторку-то что? Приоткрыли. Вот эта установка, которая звучала как «мне страшно иметь большие деньги», например, да? Она начинает исчезать. Она называется это трансформация установки. Понимаете меня? Вы даже не заметите, как это произойдет, но это будет происходить, но при условии ежедневного посещения Академии. Вы поняли меня? Теперь я спрашиваю, теперь возьмем вот эту схему. Установки поменялись, мысли, эмоции, чувства будут другие, состояние у вас будет другое. Завтра про состояние я очень много буду говорить. Как мы притягиваем события в жизни? Как мы притягиваем разные болезни, разные отношения, это все об этом. Вот установку поменялась, мысли, эмоции, чувства поменялись, состояние, то есть поменялось. Действия будут меняться? Да. Да. Действия поменялись, результат уже будет другой. Вы поняли схему? Теперь я задаю вопрос, дорогие друзья. Вы будете ходить в академию? Да. Почему? Потому что рядом нет миллионерского общества у вас. Где бы набраться этих стратегий жизни? Только в академии вы можете, поэтому тут обычные люди становятся миллионерами. Как Долгарма Агвановна, миллионерша уже. Понимаете? Человек, зарабатывающий 12 тысяч. Дальше будет быстрее. Вот это был самый главный шаг, который я должна была донести. Будете ходить? Да. Что-то я плохо слышу. Или вы да. Вот когда вы отвечаете на такие вопросы, я, например, говорю, кто хочет сделать бриллианты быстро? Ой, все хотим. Я хочу. Кто-то сидит, поднять руку. Я хочу. А подсознание – это ваше тело. Когда вы движением закрепляете намерение, да, я хочу. Это уже вы посыл отправили в Вселенную. Кто хочет делать бриллианты быстро? Я хочу, уже давно говорю. Подсознание услышало. Это понятно. Дальше. Второе действие. 2 раза в неделю проводим живые встречи, рассказываем об академии, как настроить академию и так далее. Теперь смотрите. У вас по воскресеньям, да, идут встречи? Да. Или по субботам? У нас где? В офисе каждый день, а так 1 раз в субботу. Вот общие городские встречи у вас идут 1 раз в неделю по субботам. Место, где проводится, кто проводит, там у вас в чате, якутский чат отдельно у нас есть, там все обсуждается, там все делается. Вот на 3-й раз, когда приехал Андрей Артурович, я уже сказала своим людям, вы наконец-то возьмите ответственность за свой бизнес на себя, начните проводить эти встречи. И вот эти живые встречи, они обязательны. Вы приходите туда на живые встречи, там делитесь своими результатами, по очереди выступаете. Понятно, да? Это обязательно. И еще одна встреча или там несколько встреч, если вы хотите быстро, но надо много делать. Просто общаться с людьми. Приходить в гости, пить чай, рассказывать. Понятно, да? Где-то встречаться в кафе, говорит, я хочу тебе дать информацию. Я знаю, что у тебя мама, у тебя там проблемы какие-то, вот там отец. Очень хорошо же помогают людям уже в возрасте, это же вообще отлично. У меня 2 мамы пьют. Свекровка, моя мама, они пьют. Они просто, такие, обе они такие мощные тетеньки, за 70, но они очень хорошо себя чувствуют. Я рада за них. А как у нее заканчивается капсула, моя мама в деревне живет, вторая тоже в деревне живет. Так, заканчивается. Все, быстренько отправляешь. Дальше. Консультируемся 1 раз в неделю с вышестоящим лидером. Вот кто хочет быстро, да, например, из нашей группы, вы выше, по линии поднимаетесь и можете задавать вопросы, что делать, как делать. Там. Очень часто меня просят, посмотрите мой Инстаграм. Нормальный он или нет? Я так просила своего тоже лидера. Посмотрите, пожалуйста, мой Инстаграм. Он нормально сделан или нет? Понятно, да?
Так, снимать ролики. 5-15 роликов в месяц. По академии, по продукту, по событиям. Опубликовать это надо что? В Ютубе. То есть вы должны зарегистрировать свой YouTube канал. Но кто-то делает сразу, кто-то делает позже. И вот я начала YouTube делать позже. Сейчас я его активизировала. Почему? Потому что я поняла очень важную мысль. YouTube канал – это второй по количеству заявок социальная сеть. Понятно, да? Первое это что? Инстаграм. Второе это YouTube канал. И когда вот сейчас идет трансляция где? YouTube. Она сохранится. У меня идет в YouTube. Почему? Потому что она очень хорошо туда сохраняется. И потом люди, много-много людей что делают еще? Вот, многие у вас сидят, делают прямой эфир, в Инстаграм сидите, да, вот так вот делаете когда. Тоже много-много людей зашли. Сначала будет 1-2 человека будут смотреть вас. Потом больше. Так, дальше. Следующий. Все это нулевой шаг. Писать заметки в соцсетях. 5-20 заметок в неделю. Ну, вот по схеме 6 кадров. Поняли? Это уже я все объяснила. Дальше. Быть в командном чате Telegram. Кто в командных 2 чатах основных есть? Поднимите руки. Вот новички, которые вы сегодня пришли. Ваша задача взять ссылку на вот это вот. На Telegram. Есть у нас новостной канал, где только от президента идет информация, от Андрея Артуровича Шаура и там, президента Эрика Капрарса, уже президент компании, да? И есть общий чат Telegram, где уже много-много тысяч людей. Там вы найдете много разных историй, там ролики и так далее, и так далее. Понятно, да? И вы будете в информационном поле команды, то есть будете понимать, где что происходит, в каких городах, когда встречи и так далее. Теперь читаем книги, 15-20 минут в день это минимум. Все книги, рекомендованные аудиопрограммы, они есть в списке. Вот у своих наставников берете этот список, начинаете слушать, читать. Понятно? Все есть, ссылки указаны, там прямо электронную книгу качаешь и читаешь. Дальше. 30 книги и 30 минут видео, аудио, рекомендованной системы. Вот это уже я все сказала. Понятно? Теперь давайте быстренько пройдемся. Какие шаги? Первое. Академия каждый день. Она будет менять ваше мышление. Угу. В итоге у вас все поменяется, и действия поменяются. И вы начнете себя любить, принимать, начнете себя фотать. Все это нормально будет восприниматься вами. Почему? Потому что поменялось что? Да. Потом живые встречи ходить и сами проводить. Если хотите быстро, то быстро это делайте. Дальше. Консультацию раз в неделю со своими вышестоящими лидерами. Ролики, 5-10 роликов в YouTube, 5-20 заметок в неделю в соцсетях. Быть в командном чате, отслеживать, что там происходит. Самообразованием заниматься. Вот это самые главные шаги. Как вы думаете, сложно это? Нет. Но когда вы начнете это делать, это будет требовать времени. Вот раньше, когда я начала писать посты, это было муторно. Это я долго делала. Сейчас я могу в транспорте сидеть в машине, да, куда-то ехать там, ну, выезжаем с мужем куда-то, я быстренько могу там пост написать. Вот эти личность, вот эти посты, где брать умные мысли, да куча ресурсов в интернете. Главное, чтобы были фотографии ваши. Теперь, следующее. Как приглашаем в академию? Смотрите, как вы будете взращивать свою группу, структуру увеличивать. Вы должны будете приглашать в академию. Угу. Как мы приглашаем в академию людей? Да, сами находитесь там, это бесспорно. Но самая главная задача их туда, людей туда что делать? Ваших знакомых, близких, туда позвать. Первый способ, вы можете делать это в соцсетях. Я показала, да? Я не показала. Я в соцсетях вам просто показала 6 кадров. Угу. Но когда идет трансляция каждый день, вот, во второй половине дня я делаю обязательно публикацию. Понимаете, да? Приглашаю куда? В академию. И говорю, ссылка где? В профиле. Понятно? Вот, ошибка-то была моя какая? Я этого не делала с первых дней. Вы сразу начните это делать.
То есть как только трансляция появилась в чатах, ну, объявлений, вы его копируете, делаете куда? В соцсетях. В Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. И указываете ссылку. Если в Инстаграме ссылка у вас в профиле, ВКонтакте вы можете сразу эту ссылку длинную вставить. Да? В Одноклассниках берет топ-линк сейчас, хорошо идет. А так вот эта длинная ссылка, она обычно не проходит. В Фейсбуке можете тоже топ-линк указать. Понятно? То есть обязательно это делать. Все равно люди смотрят и заходят. Первый раз увидите, скажут, ну-ка, пролистали. Второй раз опять это она там что-то рекламирует. Третий раз, ну-ка, зайду-ка, посмотрю, что там у них. Вот так вот происходит. В соцсетях приглашение делаем. Второе, в чатах. В чаты добавляем своих людей. Вы можете, конечно, свои чаты делать. Вот я как начала этот бизнес. Я же живые встречи практически не проводила, а все делала в чатах. Это как? За неделю мы создали 3 чата по 250 человек. То есть 750 человек начали получать информацию. В Вайбере мы это делали. В Вайбере чем удобно, знаете, чем? Там не видно, кто ушел с группы. А в WhatsApp все видать. А мы же статные существа-то. Кто-то покинул группу, блин, у другого тоже подмывает покинуть группу. Все побежали, я побежал. И все такие побежали. Потому что это стартовый инстинкт. Ну, я этого не знала, но потому что у нас в Улан-Удэ, в Бурятии больше распространен что? Вайбер. Вибер или как там правильно, не знаю. Поэтому я делала там. Я умела создавать группы и все. Больше ничего особо-то не умела. И туда закидывали информацию о продукте в основном-то. И закидывали что? Информацию о том, что состоится трансляция. И люди начали заходить. Вы можете это так сделать. Но как набрать-то больше людей? Очень просто. Если вы подключили туда несколько активных своих партнеров, они тоже будут подключать. Но условие, знаете, какое? Никогда не делайте много людей, сразу не приглашайте. У меня один таксист пришел, у него 2000 номеров, он сразу 100 человек добавил. Все убежали, конечно. И пошел негатив. Что это такое? Почему? Да, что за группа? Люди разные. Вот пишут, многие пишут, что за группа? Угу. А была такая реакция у меня. Ой, где я? То есть от человека зависит, да, как человек реагирует. Но очень часто мы получаем негативную реакцию. Поэтому я всегда предлагаю, добавляйте по 4-5 человек. И притом добавили какую-то группу, пишите, девочки, это я. Джаргалма добавила вас в группу, чтобы вы познакомились с очень интересным продуктом. Все, для здоровья. Я предупредила, люди довольны. Есть в WhatsApp очень прекрасная возможность сделать рассылки. Рассылки для новых, ну, для всех людей, которых... Вот, у меня есть 2 рассылки. Рассылка для активных партнеров. Когда я нахожу какую-то хорошую информацию о бизнесе, как делать бизнес, я им рассылаю. Вот сейчас, вот, почему люди зашли в YouTube, меня смотрят? Потому что я отправила видео, я же сняла, сейчас пришла, я сразу сняла видео. Друзья, я через несколько минут начну трансляцию в YouTube. Заходите. И отправила этим своим всем. В нескольких чатах. И люди узнали об этом и зашли. Понятно? Еще отправили там, возможно, другим своим знакомым, новеньким. Теперь, когда вы делаете публикации вот эти в чатах, вот количество людей не должно быть большим, сразу не добавляйте, и потихоньку добавляйте. И причем надо их фиксировать. Вот Марию Ивановну, там еще кого-то, я добавила такого-то числа. Угу. Фиксируйте. Вот так вы не сожжете свой список, потому что это же ваши знакомые, правда? Мы сжигаем список, знаете как, когда всех вбухали сразу в чат, потом у них какая-то реакция не очень хорошая, они все свалили оттуда. Потом, когда ты уже начинаешь индивидуально работать, а что это херня-то твоя-то, или что-нибудь такое ты получаешь? Угу. Поэтому, чтобы этого не было, фиксируйте. И таким образом поступайте. Смотрите, вот вы, например, добавили несколько человек.
Если вы вот так начнете, вы очень хорошо отработаете свой список знакомых. И это первые люди, которые у вас будут в бизнесе вашем, на самом деле. Вот несколько человек, и вы, например, сегодня их добавили. Сегодня что у нас? 2 февраля, да? Ух ты, какой день-то. 2 февраля вы добавили, и через 2 дня, 2 февраля добавили, вы же туда добавили информацию. Кто-то посмотрел из них, говорите: здравствуйте, Марья Ивановна, я вас добавляла в такой-то, такой-то. Вы смотрите информацию. Вариантов ответов сколько? 2. Какие? Я смотрю, да, читала. Нет. Даже не слушала. Надоели мне все эти тринкания, да, вообще выкини меня оттуда. То есть вы получите 2 ответа. В зависимости от ответа вы можете поговорить с человеком. Если человек сказал: да, я смотрела, вы что говорите? Вас что-то заинтересовало? И начинаете вести беседу. Если человек говорит нет, вы говорите: ну, посмотрите, надо его подмотивировать, да? Это действительно очень интересный продукт. Я вам могу скинуть лекцию Аэлиты Мустафаевой, кандидата наук. Я сразу отправляю, вот как только вопрос возникает: что за продукт, я что делаю? Отправляю ролик. Вот привыкайте отвечать людям роликами, а не самим. Понятно, да? Это очень удобно. Роликов куча. Теперь смотрите. Вот так вот вы всех отработали. Через некоторое время опять им надо позвонить. Вот так вот вы, когда будете делать, вы будете этот список очень осторожно, бережно с ним работать. А если вы добавили, представьте, вы всех своих знакомых, допустим, добавили. И не понимаете, кто, что, где, в каком чате, что думает. Это будет бардак. И вы список-то свой что? Сожжете. Вот такой есть термин — сжигать список. А список — это ваш капитал на самом деле. Понятно? Если вы очень осторожно так подойдете, вы очень многим из своего круга знакомых вы поможете. Это правильный подход. Понятно, да? Так, и еще вы можете в чатах писать, позвать на академию, и можете позвонить. Но прежде чем позвонить, вы можете что сделать? Отправить сообщение и звонить. Так удобно всегда. Привет, Маша, я тебе отправила сообщение, ты читала? Ну, Маша, как всегда, говорит: ну нет, например. В зависимости, какая Маша. Вы говорите: ты, пожалуйста, зайди. Я так говорю: ты налей себе чайку. Это я вызываю что? Положительная эмоция, да? Налей чайку и послушай. Если тебя это заинтересует, значит, мы с тобой можем дальше взаимодействовать. Ну нет, так нет, ну что теперь? Все, без никакого этого. Есть еще приглашать, не приглашая. Это создавать интригу. Есть специальные промо-ролики, которые вы отправляете, человек смотрит, говорит: ну-ка, что у них там, и заходит. Понятно? То есть есть много способов. Но своих знакомых вы можете что? Вот так вот позвоните, пригласите. В первое время это очень хорошо работает. Многие будут говорить: ай, да что опять, да ла-ла-ла, да. И, в общем, когда вы их все-таки убеждаете зайти, они заходят, после того, как послушают, они обычно совершенно в другом настроении вам звонят. Или когда вы звоните, они говорят: да, это что такое, давай, что там надо делать и так далее. Понятно? Все. Человек пришел, допустим, на трансляцию, послушал. Это шаг 2. Следующий шаг. Теперь человек, допустим, заинтересовался. Говорит: ну что надо делать-то? Вот на это существуют специальные шаги. Или вот если вы в Якутске, да, вот с этим человеком, вы лучше что сделать? Встретиться. Договориться где-нибудь в кафе, встретиться и там поговорить. Это очень хорошо работает. Передать буклет, какой-то альбом, вот у нас есть разные материалы. Подключить надо к чатам. Если вопросы возникают, отправляйте ролики. А что там, какие деньги, спрашивают, да? Вы отправляете опять маркетинг-план. То есть есть специальный список, что давать новичку. Прямо все есть. Вот вы оттуда выделяете ссылку и отправляете. Понятно? Но если человек говорит: я хочу это,
делать? Вы спрашиваете, что вас заинтересовало больше, бизнес или продукт? Если вы получаете ответ продукт, вы что делаете? Спрашиваете. Не продаем. Наша задача помочь человеку сделать заказ. Оформить заказ. Вы спрашиваете, вы когда готовы сделать заказ? Понятно, да? Я сейчас вам покажу, как вы можете купить капсулы дешевле. Вот в первой части не рассказала, оказывается, забыла ее. Потому что это очень важно. Когда я это рисую людям, да, все выбирают делать выгодный заказ. Чтобы капсула стоила там сколько? 58-60 рублей. Вот смотрите, это вы. И вы, чтобы сделать выгодный заказ, вы делаете еще 2 аккаунта, регистрируете под собой. Угу. Вы 1, вы 2. Понятно? То есть можете при регистрации других аккаунтов просто нужна что? Другая электронная почта. Все. Имя, фамилия, адрес вы можете оставить свой. Понятно, да? Теперь вот сюда делаете заказ на $319. $319, если, ну, примерно на 68 умножить, это сколько? А кто-нибудь, Оля, вытащи? А? 121. О, 21. Ну, примерно 21 тысяча рублей. 600. Ага. Теперь внимательно слушайте. Что сюда входит $319? Первый, вы заказываете пакет 70 зеленых. Он стоит $90. Угу. Дальше, второй пакет, это будет 30 зеленых. Так, 30 белых. 30 фиолетовых, я сюда напишу. Он тоже стоит $90. Следующий пакет, который вы заказываете, он будет стоить 60 белых и 60 фиолетовых. Он будет стоить $100. Итого, если мы сейчас прибавим, будет 90 белых, 100 зеленых и 90 фиолетовых. И стоимость-то какая? $280. Сюда прибавляем бэк-офис $20 и сюда добавляем доставку $19. Итого мы получаем сколько? Вот эти $319. Понятно? Это очень выгодно. Теперь, что произойдет, когда вы вот в нижнем аккаунте сделаете такой заказ? Каждый из этих пакетов весит 75 баллов. Угу. 75 на 3 это сколько? 225 CV. Да? Половина это $112,5. Вот от этого аккаунта вам поднимется сколько долларов? 112. Это уже вы заработали. Понятно? Теперь, одна пачка вот этого, да, смешанного пакета стоит сколько? 123. Вам не хватает $11, да? Мы покупаем еще плюс $11. То есть вам понадобится не 319, а $330. Это около 22 тысяч рублей. И вы сюда заказываете 30 зеленых, 30 белых, еще 30 фиолетовых. Итого у вас капсул сколько прибавит? Еще 30. 120 белых, 130 зеленых и 120 фиолетовых. Итого вы получили 370 капсул. Понятно? Теперь 22 тысячи рублей разделите на 370. Сколько это? Где-то 60, 70, около 70 получается. Да? Даже не 70. 68, 69. Ну, 65 где-то. Не получается. Ну, курс, когда... Я высокий взяла курс доллара. Сейчас он меньше. У вас где-то будет 60 рублей. 60-62 рубля. Капсула будет стоить. А если вы вот на эту сумму только себе закажете, вы купите капсулу за 115 рублей. Теперь представьте, у вас должен быть мини-склад. Угу. Что такое мини-склад? Вот продукция у вас должна быть. Когда человек интересуется, вы можете что? Дать на пробу. Продать это, так сказать. Вот сколько, поскольку продается капсула? 130.
130, да? Ну, у вас это почти цена такая получается, да? У нас тоже примерно так же, 120 у нас стоит зеленый. Теперь смотрите, вот если все это рассчитать, если вы вот то, что купили, продали, да, вы заработаете еще 17 тысяч рублей. Деньги? Деньги. Поэтому это 9-й вид дохода. Я же 8 видов дохода вам рассказала. А я вам сейчас добавляю, какой вид дохода? 9-й вид дохода. И если вы кушаете с семьей большой, лучше как заказывать? Вот так. Выгодно. Мы же кушаем, например, 3 человека мы кушаем. Дочка младшая и муж и я. Поэтому нам много надо. Получается, 3 пачки элев в месяц уходит. Что, маме отправляем? Понятно, да? Поэтому, смотрите, вот это понятно? Лучше заходить с какой суммой? Хотя бы с этой. Но если вы здесь то же самое сделаете, то у вас еще дешевле получится. Но нужно будет около 40 тысяч рублей. Зато капсула будет стоить, там, не знаю, 50 или вообще меньше еще. Классно? Вот так. Дальше. Вот это обязательно надо объяснить новым людям. И смотрите, когда человек говорит, я хочу делать бизнес, я задаю какой вопрос? Вы хотите большой или маленький? Когда человек говорит, ну, мне бы лишь бы там самой капсулу купить и так далее, но лучше время на такого человека не тратить. Понимаете? Потому что нужны люди, которые хотят серьезный бизнес сделать, правда? И больше времени мы отводим на кого? На тех людей, которые хотят большой бизнес. Поэтому сразу ему отправляем список для новичка, чтобы он все изучил тренинги. Потому что человек не смотрит тренинги и задолбает вас вопросами. А это как, то как, все как. Я всегда вопросы задавайте. Поэтому надо роликами отвечать. Не надо тут самой все объяснять, понимаете? Но если человек говорит, у меня вообще нет Инстаграма, помоги мне Инстаграм завести, я говорю, Google есть. Как открыть профиль в Инстаграм? Можно такой? То есть все есть в Гугле. Поэтому, друзья, в принципе, тут можно, благодаря академии, тут многие люди самостоятельно поднимаются. Изредка задавая какие-то вопросы. Вначале, да, я вначале мучила Андрея Артуровича. Все время вопросы. Там, я хочу консультацию, он там разница во времени, он где-то там на Западе, мне нужна консультация, давайте мне то, все, 5-10. Понятно, да? Это будет так, это нормально вначале. А потом, когда уже ты входишь в это, система же есть, каждый день тренинги, что не делать. Все. Поэтому вот эти вот шаги, все материалы, они у вас есть у ваших наставников, список, который надо изучить. Есть 3 тренинга по интернету, есть тренинг по возражениям. Все это надо изучить, друзья мои. Без этого дальше идти, смысла нету. Поэтому пока сидите, еще не это. Что вы так собираетесь? Раз пришли, вот народ интересный, да, люди? Там бегут на одежду быстрее взять. Вы приоритет, осознанность соблюдаете? Вот в театре как бывает, да, недавно Маргарита. То же самое. Ты же пришел наслаждаться. Не думай, как бы быстрее взять это пальто. Что за хрень-то на самом деле? Поэтому завтра как раз я буду говорить об осознанности. Куда вы внимание направляете, то и у вас в вашей жизни и случается. Если все время думаете, ой, да я не успею, да мне это, вы не будете успевать. Поэтому надо уметь направлять свое внимание. Это ваше внимание, это самая главная ваша сила на самом деле. И дальше. Дальше давайте, я не буду, потому что вот то, что касается вот этого, как мыслишь, так и действуешь, это слова моего наставника Андрея Артуровича Шаура. Как мыслишь, так и действуешь. Как действуешь, так и живешь. Понятно, да? Еще раз. Поэтому как что внутри чувствуем, что такое осознанность, какие нужны привычки. Вот привычки нужны такие.
Вот смотрите, привычки мы вводим тут, новые привычки у вас должны появиться. Если они не появятся, жизнь не изменится. Первая привычка, она такая, благодарность. Я завтра о ней очень много буду говорить. Что такое благодарность? Энергетически, вибрационно, она где находится? Сколько герц это составляет? Почему надо быть благодарным? Как оно связано с сердечной чакрой? Что там происходит в сердце, когда вы в состоянии благодарности? Как находиться в этом состоянии большее количество суток? Времени в сутках. Понятно, да? Полезно вам будет? Да, конечно. Вода, вы все поняли. Воду пить. Без воды ни туды и ни сюды. Вода – это уникальное вещество. Как там информационно можно ее заряжать? Да? У меня сын сделал опыт такой. Он взял воду, положил туда рис, в одну баночку ругался, в другую любил. И после того, как неделя прошла, он мне вытаскивает эти 2 баночки. Он в 7 классе учился, сейчас ему 25 лет. Он мне говорит, смотри, что такое, мама говорит, смотри. В том, где ругался, там черная плесень. А где любил, как вы думаете, что? Брожение, чистый спирт там. Пахнет так. Чистое брожение, химический процесс. А где ругался, там вонь такая и черная такая, налет плесени. А он закрывал, да? Ничего не закрывал. Там просто тряпочка была закрыта. И в холодильник. Нет, он там куда, я не знаю, как он это сделал. Он сделал после просмотра фильма «Живая вода». Помните, был фильм давным-давно по Первому каналу. И вот ребенок решил вот такой эксперимент сделать. Представляете, получилось. Вот у кого дети пишут эти научно-исследовательские работы, делайте это. Информации же куча о воде. Поэтому как заряжать воду-то перед приемом? Или бездумно пить ее? Можно поблагодарить, сказать благодарю, можно я тебя люблю. Но при этом можно, конечно, просто фразу говорить. Слова это тоже код информации, да? А можно сердце включать. Тогда мощнее получается. Скажите, пожалуйста, обратный кадр. Как мыслишь, так и действуешь дальше? Как действуешь, так и живешь. Так, зарядка. Почему нужно делать зарядку, друзья мои? Не только. Вот смотрите, у нас, смотрите, 5 литров крови, да? Так? Ага. 80% этой крови находится в капиллярах. 80% капилляры. Капилляры это тонкие сосуды, да? Тонкие сосуды. Есть артерии, есть вены, есть капилляры. Это вообще тонкие сосуды. 20% только в крупных сосудах. Ну теперь представьте вот такой вот крупный сосуд. И он должен попасть куда? В тонкий сосуд. Вот это капилляр. Как вы думаете, оно само будет течь туда, в маленький? Или нужно давление? Давление нужен поршень. Да? Поршень, который туда будет давить. Вот этим поршнем будет являться физическая нагрузка, особенно приседание, это поршень, и отжимание поршень. Все. Теперь будете делать зарядку? Да. А когда вы целый день сидите за компьютером, у вас все застаивается. И все болезни начинаются откуда? От застоя крови. Кровь переносит кислород, переносит питание, уводит отходы жизнедеятельности, кровь приносит энергию. Понятно отсюда? Поэтому, когда вот я так объясняю людям, люди говорят, ну теперь понятно, почему надо делать зарядку. Нужно эти поршни включать. Приседания кто делает? Вот больше делать, а отжиматься-то не отжимаетесь. Я тоже типа приседания делала, а не отжималась. Отжиматься начинайте. Так, контроль питания. Ну, короче говоря, наш наставник учит как? 80% у вас должно быть чего? Живых продуктов. Ну, мясо же хорошо едите в Якутии, да? Да. Ага. Кто здесь каждый день? Мы едим каждый день.
Ну это что, 20%? Нет. Да. Больше. Больше, конечно. 50 на 50, наверное. Но если вы едите мясо, вы рядом обязательно ешьте живых. Салат Не оливье, Не, а живой салат. Из живых, необработанных теплом овощей. Обязательно. Морковки. Ну, из китайской продукции едим. Да. В китайской продукции полностью глутамат натрия. Почему не понимаете, там А всё как есть у глутамат. нас капуста как китайская, помидоры китайские, Не, огурцы вот, такие живые-то ладно, я имею в виду китайскую кухню. Так, но поэтому-то существует вот это питание, понимаете? Оно заменяет много баночек, еще много килограммов еды. Понимаете? Поэтому очень выгодно кушать. Теперь понятно, почему нужно зарядку делать и делать что? За питанием контролирую. Капсулы кушать. Заметки в соцсетях, ролики, это вы поняли. Живые встречи поняли. Приглашение академии поняли. Как вы думаете, вот это сложно делать? Нет. Но это надо встроить. Если вы это не будете встраивать, у вас изменения не будут происходить. Как мы сделали? И вот я предлагаю нашим партнерам сделать так же. Мы создали группу, кто хочет встроить вот эти привычки. И каждый вечер делали отчеты. Отжимания столько раз, зарядка, вода столько, посты сделала, приглашение в академию сделала, вот это мы так делаем. Даже все скачали измерение калорий в еде. Я так считала. Потому что мне надо было регулировать это самое питание. Понятно? Поэтому вы можете создать такую группу и отчитываться каждый вечер. И вот понимание, что тебе надо отчитаться, ты делаешь. А когда ты делаешь где-то месяц, это уже входит в привычку. Вот так я научилась отжиматься, честно. Потому что я иногда отжималась, когда перед отчетом. Было и такое, потому что надо это сделать. Но ты же не будешь, ты же лидер. И вот так вела я привычку. И сейчас я отжимаюсь уже 2 раза по 40 в день. Сейчас мы такую взяли привычку. Вот много из этих, да, мы уже все, у нас уже есть привычки. Мы убрали и ввели новые привычки по состоянию внутреннему. Завтра я о них расскажу. Можете вот так вот эту группу развивать. И когда месяц проходит, вы уже другие. Все начали отжиматься. Вот это вообще классно. Все одни женщины там, правда. Ну, это же прекрасно. Кто-то одного раза не мог, сейчас 25 делает. Так, ну все. Я уже как раз время вышло, прямо ровно уложилась. Я всем вам желаю здоровья. Я всем вам желаю успехов. И завтра, если вам интересно, приходите на тренинг ровно в час. И мы завтра вот это хождение, я думаю, не будет, потому что люди придут целенаправленно. Да?